Здравствуйте, наши дорогие телезрители! Ежегодно 1 мая в России отмечается праздник весны и труда. 1 мая – праздник, который в России посвящен труду и весне. Отмечается во многих странах и имеет разные названия. В наши дни 1 мая – это традиционный выходной, который празднуют во многих семьях. Сегодня в течение 2 часов мы покажем вам людей труда, расскажем о достижениях трудовых коллективов. Будьте вместе с нами. Наши предки связывали 1 мая с пробуждением природы и началом сельскохозяйственных работ. С 1 мая 1886 года праздник приобрел политическую окраску. С этой даты ведет отсчет история борьбы за равноправие и гуманные условия работы. Идея была поддержана миллионами людей по всему миру. В нашей стране первую праздничную сходку рабочих в мае 1891 года устроил марксист Михаил Бруснев в Санкт-Петербурге. Но ежегодным и официальным праздник стал после Октябрьской революции и в 1918-м получил название День Интернационала. В 70-е годы он получил название День международной солидарности трудящихся, которое сократили до Дня труда. А с 92-го года 1 мая официально называют праздником весны и труда. В советские годы в рамках празднования 1 мая традиционными стали демонстрации и шествия трудящихся, концерты и митинги. И обычно на второй день торжества устраивали массовые гуляния на природе, так называемые маевки. По главным улицам городов под марши шествовали организованные колонны рабочих, студентов и интеллигенции с транспарантами. Из громкоговорителей раздавались политические лозунги, а с трибун звучали речи представителей власти и передовиков производства. В наши дни в столице республики 1 мая является одним из любимых народных праздников. Многие коллективы принимают участие в шествиях. В этом году во многих городах России, в том числе и Якутске, решением администрации шествия отменены. От имени руководства Якутии с праздником весны и труда якутян поздравил глава Айсен Николаев. Это весенний и радостный праздник для нас, когда заканчивается долгая зима и природа просыпается. Праздник единения многонационального народа Якутии, он воплощает наши самые светлые надежды, замыслы, планы, олицетворяет нашу главную общую цель – достойную жизнь каждому человеку через созидательный труд. С 2019 года Якутия занимает ведущие места в Российской Федерации и лидерство на Дальнем Востоке по объему валового регионального продукта и темпам промышленного роста. У нас созданы все условия для раскрытия потенциала и энергии человека труда. В Якутии за последние годы сделано очень многое для создания новых рабочих мест, увеличения заработной платы трудящихся всех сфер экономики. Сегодня уровень безработицы в Якутии снизился до 5,8%, что является историческим минимумом с 2000 года. В этом году праздничные мероприятия проводят в формате встреч трудовых коллективов, торжественных собраний, конкурсов, культурных мероприятий и гуманитарных акций в поддержку участников специальной военной операции. В этот непростой период, когда наша страна защищает свое будущее, нам как никогда необходимы сплоченность, терпение и доблестный труд, говорится в поздравлении главы Якутии. Для профсоюзов 1 мая был и остается международным днем солидарности и борьбы за социально-трудовые права работников и членов их семей. Хоть в этом году во многих городах и населенных пунктах отказались от проведения митингов, для жителей нашей республики праздник весны и труда является долгожданным событием после долгой зимы. Поэтому в каждой семье принято отмечать этот праздник. Стабильность трудовых решений – залог стабильности общества. Именно поэтому профсоюзы Якутии выдвигают актуальные требования к органам власти и работодателям по защите социальных прав и интересов людей труда. Об этом мы сегодня поговорим с председателем Федерации профсоюзов Республики Николаем Николаевичем Дегтяревым. Николай Николаевич, здравствуйте, с праздником вас 1 мая. Добрый день, спасибо. В сегодняшних реалиях какие самые важные аспекты прав и интересов трудящихся отстаивают профсоюзы?
Ну, прежде всего, хочу сказать от имени Федерации профсоюзов, от себя лично, сердечно поздравляю всех жителей республики, наших уважаемых ветеранов с Днем весны и труда, с Международным днем солидарности трудящихся. Как вы уже сказали, в действительности оно для нас остается таким актуальным. В непростых условиях мы встречаем этот Первомай. Вы знаете, не объявленная, но на самом-то деле ведомая западными странами, Соединенных Штатов Америки, война на уничтожение нашей страны призывает всех нас сплотиться и быть едиными, своими трудовыми достижениями укреплять нашу республику, нашу страну. Ну, вы знаете, многие наши члены профсоюзов сейчас защищают интересы страны, специальной военной операции. Мы преклоняемся перед ними, и мы всегда с начала СВФО всегда поддерживали наших военнослужащих, и, конечно же, для нас важно, чтобы у нас не было проблем для их семей, поэтому и их семей. С началом спецоперации мы, профсоюзы, оказали гуманитарную помощь на сумму более 77,5 миллионов рублей. Буквально на днях у нас в рамках всероссийской акции также состоялась гуманитарная помощь. Мы вручили почти на 500 тысяч рублей сертификаты для приобретения оборудования. Наши занимаются сейчас пошивами, да, и чтобы материалы, вот это все закупили. Поэтому я, пользуясь случаем, выражаю всем большую благодарность, всем нашим профсоюзам, активам, трудящимся за поддержку их. Ну а 1 мая этого года объявленная всероссийская акция проходит под девизом «Солидарность трудящихся, единство страны». Я также призываю поддержать обращение, резолюцию первомайскую, объявленную ФНПР, которая размещена на сайте Федерации независимых профсоюзов России. Прошу всех поддержать. Ну а в республике вынужденно отказавших от проведения демонстраций, везде проходят различные виды акций. Очень хорошая уже традиция устанавливается. И ранее, даже после демонстраций, все выходили на трудовые субботники, на благоустройство наших городов и сел, ну и на другие. Очень много сейчас акций проходит в социальных сетях, поэтому прошу отслеживать. В телеграм-канале ФНПР также объявлены конкурсы. Прошу всех активно в них участвовать. Ну и, пользуясь случаем, еще раз, уважаемые жители республики, от имени Федерации профсоюзов, от себя лично, сердечно поздравляю. В год труда мы должны заложить основы уважения к человеку труду, да, приобщить к труду нашу молодежь, поэтому очень обширный сейчас принят план мероприятий. Большинство предложений профсоюзов там отражены, многие уже реализуются, в том числе мы выражаем большую благодарность главе республики за утверждение и учреждение премии главы 50 лучших наших работников всяких профессий, да, были с гордостью вручены им премии, за что большая благодарность. И, как сказал глава республики, это будет ежегодный. Это действительно очень большая поддержка для человека труда. Ну, а мы будем работать в части и законодательного закрепления социальных гарантий. И, конечно же, вот в этот год труда, объявленный Федерацией независимых профсоюзов годом укрепления и развития социального партнерства, мы буквально на днях, 28-го, подписали новое региональное наше соглашение между правительством, работодателями на трехгодичный период, которое еще раз улучшает социальные гарантии. Ну, главная для нашей задачи – это чтобы не допустить снижения уровня жизни нашего населения. Поэтому также выражаю благодарность социальным партнерам. Предыдущее наше соглашение, оно признано эффективным, мы ежегодно это подводим. И, как я уже сказал, мы не допустили резких снижений. Конечно, сложное время, резких снижений уровня жизни населения. Вот это для нас главное.
Ну, Николай Николаевич, такой вопрос. Вообще очень много лет, насколько существует профсоюзная организация, они всегда отстаивали права и интересы трудящихся, в частности, и в вопросах выплат заработной платы. Ну, не так давно Айсен Сергеевич Николаев сказал в своем обращении, что действительно права и интересы трудящихся будут поддержаны. Скажите, какая реализация идет в этом направлении? Да, это было послание главы республики нашему государственному собранию. Уже в реализации этого вышло 3 постановления правительства. Прежде всего, это повышение с 1 января целевых категорий работников бюджетной сферы, а с 1 апреля это повышение, во-первых, существенное повышение окладной части прочих категорий бюджетной работы. Это для придание дифференциации оплаты труда. Это очень сложный вопрос, на протяжении нескольких лет стоял, и оно нашло отражение уже в этом году труда. Ну и буквально совсем недавно вышло 3-е постановление правительства Республики Саха-Якутия об индексации оплат труда именно вот этой прочей категории. Поэтому вот это исполняется. Но еще перед нами стоит задача принятия порядка ежегодной индексации оплат труда. Хотя оно отражено у нас в Трудовом кодексе, но вот такого порядка у нас еще не было ни в одном регионе. Поэтому сейчас работа ведется и очень надеемся, что в скором времени мы добьемся принятия такого порядка. Теперь немного о самом празднике. Вот, Николай Николаевич, Федерация профсоюзов объявила конкурс «Мой, твой, наш Первомай». Вот расскажите об этом конкурсе, из чего он состоит, что в себя включает. Ну, как вы знаете, это ролики, да, на социальном сайте, телеграм-канале Федерации профсоюзов Республики Саха-Якутия. Как я сказал, там положение все есть. Я думаю, что уже я смотрю, там достаточно много активно участвует. Это как передача эстафеты. Мы начали это, ну и сейчас уже трудовые коллективы это подхватывают. С разных мест уже поступают. И, конечно, обрадовало то, что вот очень многие на самом-то деле с рабочих мест это идут. Как я уже сказал, проводятся различные субботники с мест, поэтому еще раз я благодарю всех за активное участие. Ну и в завершении нашей беседы, Николай Николаевич, что хотите пожелать нашим телезрителям, пользуясь такой возможностью, в этот прекрасный праздник 1 мая? Ну, для Республики Саха-Якутия 1 мая это все-таки начало весны, ожиданий хороших, поэтому пожелаю, конечно же, прежде всего крепкого здоровья нашим ветеранам войны и труда, всем труженикам республики, ну и, конечно, своим упорным трудом развивать нашу любимую республику, ну и, конечно же, вливать свой капитал в развитие нашей Родины. Всех поздравляю с наступающим, с праздником весны и труда и с наступающим праздником Победы. Благодарим вас, Николай Николаевич, за то, что нашли для нас время. Спасибо, что стали гостем нашей студии, и поздравляем еще раз вас с праздником. Спасибо, с праздником. Спасибо, Николай Николаевич. Ну а прямо сейчас первая музыкальная пауза. Песня «Невеста приключений». Не есть то, чего не понимаю, дух революции и детства. Ее волосы, как огонь, пылают, с ней можно попасть в стихийное бедство. Она сильная,
Мы продолжаем наш праздничный эфир. Глава Якутии Айсан Николаев в этом году для 50 лучших тружеников республики учредил премию «Человек труда» с денежной выплатой в 300 тысяч рублей. Среди лауреатов медицинские сестры, рабочие, сварщики, машинисты, соцработники и труженики сельского хозяйства. Среди обладателей премии «Человек труда» 6 награжденных. Это работники сельского хозяйства. Как отметил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Петр Попов, упорным трудом, любовью к работе в любой профессии можно добиться выдающихся результатов. Он поблагодарил каждого за упорный труд и подчеркнул, что данная отрасль является ключевой по обеспечению продовольственной безопасности города и республики в целом. Лауреат этого года – основатель универсальной семейной фермы «Менкер». Генеральный директор предприятия «Белые ангелы» Саргалана Рожина выразила благодарность за высокую оценку. Премия, что для меня дает? Это дает, во-первых, перед моими детьми, то, что я, ихняя мама, да, начиная с медицинской сестры, добилась высокого результата своего труда и признания всей республики. И я думаю, что мои дети мной будут гордиться и, соответственно, будут дальше стремиться к большему, потому что мы работаем как семейная компания. В этом году в России отмечается Год педагога и наставника. В республике – Год труда. Во главу угла ставится «Человек труда». На уровне республики приняты главные направления работы по поддержке трудящихся людей. Об этом мы сегодня поговорим с министром труда и социального развития Еленой Александровной Волковой. Елена Александровна, здравствуйте, с праздником вас, весны труда. Здравствуйте, с праздником. В этом году впервые в Якутии вручили премию главы республики «Человек труда». Как прошло вручение и будет ли эта премия продолжена в будущем? Действительно, наверное, одним из основных и знаменательных событий этого года, Года труда, в республике стало событие, это премии главы республики, которые глава республики вручил буквально на днях в преддверии праздника всех трудящихся. Это премии главы «Человек труда» лучшим 50 труженикам нашей республики. 50 человек сегодня объявлены и получили эту премию. Их выдвинули трудовые коллективы, они прошли трехэтапный отбор. И, конечно, это люди, на которых мы все равняемся. Это большой пример для нас, для молодежи. Это люди с высокими результатами труда, любящие свое дело. И, конечно, очень отрадно, что главой республики принято решение, премии «Человек труда» будут теперь уже вручаться не только в рамках этого года, но и в последующие годы. Об этом глава республики объявил на торжественном вручении. Елена Александровна, вот такой вопрос. Сколько всего сейчас организаций действует в республике, сколько человек трудится? Ну и также буквально на днях было подписано трехстороннее соглашение. Вот несколько слов об этом. У нас в республике более 20 тысяч организаций, соответственно, трудовых коллективов. В экономике республики задействованы порядка 470 тысяч человек, а в организациях крупных и средних трудится более чем 360 тысяч наших граждан. И, конечно, одним из основных регуляторов, так скажем, в сфере социально-трудовых отношений является коллективное регулирование, и базисным документом и базисным принципом является, конечно, социальное партнерство и республиканское трехстороннее соглашение, которое подписывается на трехлетний период. И основные стороны — это, конечно, правительство республики, это работодатели, и это профсоюзы нашей республики. И вот буквально, опять же, в преддверии праздника всех трудящихся в эту пятницу было подписано республиканское трехстороннее соглашение еще на ближайший трехлетний период, которое регулирует социально-трудовые отношения. Это взаимные обязательства всех сторон социального партнерства в сфере оплаты труда, в сфере охраны труда, в сфере создания безопасных условий труда. И, конечно, это соглашение, оно направлено на выработку дополнительных гарантий нашим ветеранам, нашим молодым семьям, семьям с детьми,
участникам специальной военной операции, их семьям и так далее. Это является, как я уже сказала, базовым документом, и мы сейчас, конечно, всех приглашаем, всех работодателей к нему присоединиться. Ну и здесь в рамках коллективного регулирования я бы хотела отметить немаловажным и, я бы сказала, также основным документом на каждом предприятии организации — это коллективный договор. И что интересно, буквально также на днях в рамках Республиканской трехсторонней комиссии мы отметили лучшие организации, которые по итогам конкурса, профсоюзного конкурса, получили призовые места, а это, позвольте даже зачитать. Лучший коллективный договор 2023 года среди бюджетных организаций у нас заняли такие организации, как первое место — это НВК «Саха», это медицинский центр города Якутска. И третье место заняли коллеги из Росолодинской средней школы Мигин-Кангаласского улуса. Ну и, конечно, среди производственных организаций разделили места. Первое место — это авиакомпания «Полярная авиалиния», второе место — Ленское объединенное речное пароходство и третье — Якутский хлебокомбинат. Вот на этих организациях на сегодня, в 2023 году, у нас зафиксированы лучшие трудовые договора этого года. Ну, мы, конечно, поздравляем нашу компанию. Ну, и Елена Александровна, пользуясь случаем, что вы хотите пожелать нашим телезрителям в этот праздничный день? Конечно, я хочу пожелать всем трудящимся, всем нашим телезрителям крепкого здоровья, конечно, дальнейших профессиональных успехов. Будьте счастливы. Спасибо. Ну, а мы идем далее. Сейчас мы познакомим вас с человеком интересной и редкой профессией – реставратора книг. Мария Старостина – единственный в Национальной библиотеке республики специалист, который восстанавливает старинные книги прошлых веков. Доброе утро. Меня зовут Старостина Мария Николаевна. Я реставратор Национальной библиотеки Республики Саха-Якутия. Я в профессию пришла случайно. В 2005 году были свободные 2 вакансии, в том числе в Центре сохранности библиотечных фондов. И я была принята библиотекарем первой категории с функциями реставратора. И при поступлении я вообще не знала, кто это такой, что за профессия. Через месяц я была направлена на обучение в региональный центр при Томском государственном университете. В мои обязанности входит реставрация редких книг. В основном это книги XIX века, начала XX века. Самая старая книга, с которой я столкнулась, это церковные книги были 1820 года, по-моему, было. Если говорить об этапах, то сначала осмотр идет предреставрационный, затем идет расплетение, разброшировка документа. Все документы проходят промывку в предреставрации, так как при промывке происходит вымывание водорастворимых загрязнений. Затем мы восполняем утраты на листах. Потом идет шитье блока, затем реставрация переплета. Иногда бывает 2 дня очень толстую книжку можно сделать, иногда 2 месяца очень тонкую, там 20-30 листов приходится. Для реставратора важны такие качества, как терпение, усидчивость и аккуратность. Для того, чтобы получить профессию художника-реставратора, нужно целенаправленно поступить в Суздальский филиал Санкт-Петербургского института культуры. Это единственное в стране учебное заведение, которое готовит художников-реставраторов. В фонде нашей библиотеки много книг, требующих реставрации. И я бы хотела, чтобы в наш центр пришли новые работники, молодые, со специальным образованием художника-реставратора. Покуда есть книги и читатели, наша профессия будет востребована. Ну а прямо сейчас мы рады вам представить одного из победителей премии «Человек труда» этого года – Галину Александровну Власову.
Она трудится медсестрой Капитоновского дома-интерната имени Василия Ивановича Кононова. Галина Александровна, здравствуйте, с праздником вас и, конечно, поздравляем с получением премии. Спасибо большое. И вас с праздником. Расскажите, как же так получилось, что именно вас номинировали на премию? Какие вы, может быть, эмоции переживали в тот момент? Ну, я думаю, скорее всего, от того, что я самый старый там сотрудник, работник, работаю 52-й год, с самого основания дома-интерната. Но выдвинул меня, конечно, коллектив. Хотя там выдвигались, даже можно было от стажа работы 5 лет и выше, но посчитали, что я достойна этой премии. Ну, то есть коллектив вас поддержал, Да, можно сказать. поддержал. Вот расскажите о своей трудовой деятельности. Вы уже более 50 лет трудитесь на одном месте работы. Как у вас все идет, как проходит ваше трудовое время, можно сказать? Ну, я работаю с 1971 года, с самого основания Капитоновского дома-интерната. Раньше он назывался Мархинский, он находился в Малой Мархе. После окончания Алданского медицинского училища я приехала в Якутск, попала, в общем, в свое министерство, и меня лично, я была с подружкой, принял в то время министр, которым сейчас называется наш дом-интернат, Василий Иванович Кононов. А в то время не выдавали дипломы на руки не давали. Надо было отработать 2-3 года на севере. Ну, в Улус отправляли раньше. Он сказал, ничего не переживайте, все будет сделано. Как было сделано, так и вот до сих пор я работаю. Начинала работать просто медсестрой. Потом много лет работала старшей медсестрой. В последнее время уже потом пошла, сейчас работаю медсестра кабинета неотложной помощи. Вот. Ну, что еще сказать? Ну, было ли желание, может быть, поменять место работы? Почему вы остаетесь Нет, на одном месте работы? потому что у меня мама много лет работала в Томодском доме-интернате. Я еще тогда училась в школе, я часто посещала ее место работы, и мне вот именно прикипело вот оказание помощи нуждающимся. И вот задача теперь, чтобы создать тепло и уют всем тем, которые это требуют. В нашем доме-интернате на сегодня проживает 201 человек. Из них много у нас, 115 человек маломобильных, ну, колясочники, лежачие совсем. Остальные могут себя обслуживать. И очень много труда требуют, чтобы... Галина Александровна, вы для многих уже являетесь примером, учитывая ваш большой трудовой опыт. Для некоторых вы, возможно, даже Наставником. Какие у вас будут наставления, пожелания для тех, кто, возможно, решится пойти по вашим стопам и тоже войти в эту профессию? Но в нашей работе нет случайных людей. Все работают по профессии, чтобы оказывать помощь нуждающимся, вот именно попавшим в трудную ситуацию. Ну, работать, надо работать. Еще раз очередь работать. трудиться, да. еще раз трудиться. Да. Галина Александровна, ну что бы вы пожелаете нашим телезрителям в этот праздничный день? Ой, пожелаю здоровья крепкого всем, семейного благополучия, успехов, трудовых успехов. И с праздником всех мир, май, труд. Галина Александровна, большое спасибо, что пришли к нам, ответили на наши вопросы. Еще раз поздравляем вас с получением премии «Человек труда». Я думаю, что вы являетесь достойным примером для будущих поколений. Спасибо большое. Я хотела еще сказать большое спасибо Арсену Сергеевичу за то, что он оценил наш труд, вот именно, как сказать, рабочий труд. Так высоко оценил наш труд. Мирнинский театр – один из самых молодых профессиональных театров Якутии. Он был основан в 2008 году. На сцене театра ставят свои спектакли режиссеры из Москвы, Петербурга, Якутска и других городов. Сегодня в репертуаре более 50 спектаклей, постановки как классических, так и современных пьес. Подробнее о работе театра в следующем сюжете.
Волшебный мир театра наполнен удивительными эмоциями. Чарующая атмосфера создает ощущение волшебства. Но кто стоит за яркими переживаниями и волнующей аурой? Первая мысль, которая приходит в голову, конечно же, актеры. Позже вспоминаются гардеробщики, швеи, режиссеры. На самом деле над реализацией идеи одного спектакля, даже без учета автора пьесы, трудится множество людей. Вот коллектив у нас на самом деле небольшой, 66 человек. Из них труппа тоже не такая большая, должно быть 22 артиста, а на самом деле у нас только 14. Но если говорить именно про наш театр, он вообще был создан на базе этого города для того, чтобы мы могли обслуживать район. Почему? Потому что достаточно промышленный у нас Минский район, где нет ни одного такого учреждения, как театр. Пожалуй, самая желанная и главная профессия театра – это актер. Дмитрий Желнин приехал в Митринский театр с Новосибирска. Сейчас он ведущий мастер сцены, то есть актер театра. Работаю я относительно недавно. Это мой такой полноценный первый сезон. Но за этот сезон я достаточно очень много сделал ролей. Это большие такие, это как Обломов, Предатель, Габышев Андрей. Чтобы подготовить актеров к выходу на сцену, используется работа многих людей. Бутафоры, которые подбирают реквизит, гримеры, наносящие макияж в соответствии с образом, а также множество других специалистов, парикмахеры, постижеры. Здесь у нас находятся вещи, которые у нас будут участвовать в спектакле. Это необходимо для того, чтобы артист у нас прибежал, быстренько забрал свои вещи и убежал. Потому что за каждым артистом не всегда угонишься, у них ритм свой. Как ни крути, он не попадает под наши какие-то реалии, под наше время и так далее. Вот артист пришел, взял. Я кстати, зациклен очень на фактуре. И на каждый спектакль люблю заказывать настоящее какую-нибудь такую вещь, допустим, это козлик. В театрах есть собственные узконаправленные цеха по изготовлению реквизита, мягких декораций, различного трикотажа, а также столярных изделий. Работаю тут с 2010 года. Был столяром сперва, и недавно стал завпостом. Она заключается в том, чтобы все контролировать, выпуск спектаклей, производство декораций, работу цехов. Если вы решили связать свою жизнь с театральным миром, то не обязательно становиться актером. Профессий довольно много и есть из чего выбрать. Для начала важно найти то, что близко и интересно, а потом развиваться в выбранном направлении. Ведь волшебный мир театра наполнен удивительными эмоциями. Анна Васильева, Мирный. Сегодня самый северный цирк мира. Автономное учреждение «Государственный цирк Республики Саха-Якутия» известен своими уникальными постановками, широким репертуаром представлений и высоким мастерством артистов. Эти достижения – серьезный и кропотливый труд, который буквально в считанные годы привел к внушительным результатам и вселяет уверенность в то, что у артистов цирка впереди покорение новых профессиональных вершин. Государственный цирк Якутии создан указом первого президента республики Михаила Ефимовича Николаева 5 сентября 1994 года. Инициаторами и организаторами цирков республики являются руководители Саха-цирка, заслуженные артисты страны и республики Марфа и Сергей Расторгуевы, представляющие свое самобытное искусство более чем в 30 странах мира. В 90-м году были организованы цирк «Синтез-театр» группы «Аюн» и «Тюгюльге», которые стали основой создания цирка. В цирке работают артисты, являющиеся первым национальным разножанровым коллективом в истории республики. Предприятие имеет свой оркестр и шоу-балет. Ну а далее мы передаем слово нашему коллеге Юрию Осипову.
большое. Скажите, как ваше праздничное настроение? Ну, у нас каждый день праздничное настроение, как говорится. У нас в цирке всегда, мы работаем всегда на праздничные дни, поэтому у нас всегда есть настроение такое праздничное. Спасибо большое. Люди к нам в цирк приходят за хорошим настроением, заряжаются позитивом. И 1 мая в том числе это наш любимый праздник, один из любимых праздников. Скажите, пожалуйста, какими самыми большими проектами сегодня славится цирк? Наш цирк славится одним из лучших проектов. Был это «Тепло вечной мерзлоты», который был поставлен в 2011 году. Были гастроли по центральным городам России, по Средней Азии, гастроли были и по Европе. Еще недавно у нас была премьера нового спектакля этношоу «Земля мамонта», которая режиссер Елена Петрикова, заслуженный артист России, город Москва, и руководитель проекта — это наш директор Сергей Васильевич Расторгуев. И самая главная задача этого этношоу «Земля мамонта» — продвигать наш цирк, бриллиантовый цирк, как бренд по всему миру. Расскажите, пожалуйста, немного о новом спектакле, где и как вы черпаете вдохновение. Ну и, конечно же, если рассказывать про новый спектакль этношоу «Земля мамонта», проделана огромная работа. Больше года труппа нашего цирка под руководством Сергея Васильевича Расторгуева, московской постановочной команды, ставили новые номера. Получилось чудесное, масштабное, очень зрелищное шоу. Многие жители нашей республики уже успели побывать и по достоинству оценить труд наших артистов, режиссеров наших, да. И действительно, планы очень большие, и мы очень рады поделиться такими новостями, что 2 новых номера акробатов республики нашей под руководством Александра Посельского уже приглашены на 2 таких престижных, известных международных цирковых фестиваля. Это в 2024 году в Испании «Золотой слон» и в «Эхо Азии», который пройдет в августе этого года, приглашены в Астану, в Казахстан. И номер наших жонглеров, трио жонглеров «Аттар» под руководством Романа Романова также приглашены в казахстанским государственным цирком, да, на первый международный алматинский цирковой фестиваль. Вот такие у нас новости. Ну и, конечно же, как сказал Роман, мы ставим большие цели, и вот уже с конца лета этого года «Земля мамонта» отправится на большие гастроли. Спасибо большое. Ну и в этот праздничный день не могу вас не попросить о поздравления для наших зрителей. В нашем цирке трудится на сегодня более 200 человек, из которых 100 человек – это артисты. И сегодня наш большой дружный цирковой коллектив шлет привет всем жителям Республики Саха-Якутия. Ну и, конечно же, всем трудовым коллективам. Мы желаем процветания, новых высоких достижений. Всем желаем счастья и здоровья. Мир, труд, май! Ну а сейчас мы призываем всех телезрителей присоединиться и вместе с Алексеем Солдатовым исполнить караоке-песню «Летящей походкой». Снега, замерзают рассветы на белых дорогах, колдует пурга, и видится мне раскаленное лето и рыжее солнце на желтых стогах. Я вспоминаю, тебя вспоминаю, та радость шальная зашла, как заря. Летящей походкой ты вышла из мая,
солнца были, на небыль похожи, пришли ниоткуда, ушли в никуда. Пускай мы во многом с тобою не схожи, но главное мы были едины всегда. Я вспоминаю, тебя вспоминаю, та радость шальная зашла, как заря, летящей походкой ты вышла из мая и скрылась из глаз в пелене января. Летящей походкой ты вышла из мая и скрылась из глаз в пелене января. Может быть, ты перелетная птица, холод зимы согревает тебя. Хочется верить, весной возвратиться. Все то, чем-то горд и так счастлив был я. Я вспоминаю, тебя вспоминаю, та радость шальная зашла, как заря. Летящей походкой ты вышла из мая и скрылась из глаз в пелене января. Летящей походкой ты вышла из мая и скрылась из глаз в пелене января. Мы продолжаем наш праздничный первомайский эфир. Лучший газосварщик и слесарь представят цехи Мирнинско-Нюрбинского комбината на чемпионате «Лучший по профессии». Подробности в материале. В МГОК определили лучшего слесаря и электрогазосварщика. Теперь победители представят свое подразделение на чемпионате профмастерства «Лучший по профессии Алроса» этим летом. 26 апреля завершился отборочный тур на летний чемпионат. Первыми за путевку соревновались 14 слесарей из цехов МГОК. Участники показали знания теоретических основ профессии, выполняли эскиз болта, разбирались в гидравлических схемах. Затем перешли к демонстрации практических навыков. На скорость нужно было укротить динамометрический ключ и выполнить слесарную обработку деталей. Победителя определили по сумме баллов. Им стал Андрей Закиров, работник обогатительного комплекса. Днем позже свои компетенции в области сварки демонстрировали электрогазосварщики. Если предыдущие конкурсанты видели конкурентов в лицо, то здесь каждый работал в кабинке. Никто и ничто не отвлекало от процесса. Участие в конкурсе дает сотруднику посмотреть свою подготовку в области своей профессии, оценить других соперников. Охота быть на ступень выше и смотреть на других, потому что способен. Безусловно, нужно участвовать. Это интересно, это эмоции, и переживания какие-то. В общем, это круто. По итогу 2 этапов из 11 участников лучшим электрогазосварщиком в МГОК стал работник горно-транспортного цеха Константин Куликов. Именно он и будет представлять подразделение на чемпионате «Лучший по профессии». Сегодня гости праздничного эфира генеральный директор Сахат Транснефтегаза Колдезников Алексей Засимович и председатель Якутской республиканской организации
Нефтегазстройпрофсоюза России Лукина Василина Павловна. Здравствуйте и с праздником вас! Вы являетесь одной из крупных ресурсоснабжающих организаций республики. Скажите, с какими достижениями вы встречаете праздник весны и труда? Прошлый год для национальной компании «Саха-Транснефтегаз» был годом трудовых побед. Мы построили более 230 километров газовых сетей. Это в 6-7 раз больше, чем предыдущие годы. И прошлый год – это, по сути, свой год старта социальной газификации. Мы обеспечили более 3300 домовладений газом. И первое место заняли по Дальнему Востоку по этому показателю. Ну, работы много было. Я думаю, что мы успешно прошли прошлый год. Говоря о достижениях, одно из главных достижений для любой компании, для любой организации – это его работники. Скажите, сколько сотрудников сегодня работает в компании? В нашей компании работает свыше 2300 человек. И в этом году, буквально на днях, глава республики вручил премию «Человек труда» нашему коллеге, машинисту-эскаватору Олегу Феоктистову. Мы горды, что в нашей компании работают такие люди, и их большинство. Наши работники ежедневным трудом своим развивают нашу республику. И расскажите о самых важных программах, которые реализуются в вашей компании. В этом году мы начнем строительство газопровода Среднетюнг-Накын для обеспечения газом алмазной площадки Нюрбинского ГОКа. В текущем году продолжаем строительство газопровода Кызылсыр-84 километр, и практически основная линейная часть будет завершена. В текущем году мы обеспечим газом новые населенные пункты. Это село, это Жемкон в Вилюйском районе, Харбала-1 в Чурапчинском районе. Мы начнем строительство газовых сетей до села Лючей в Мегано-Кангаласском Улусе. И, конечно же, продолжим социальную газификацию. Для нас очень важно, что по поручению главы республики Арсения Сергеевича Николаева и по договоренности с «Газпромом» в этом году начинается газификация Южной и Западной Якутии. Это Ленский, Нерюнгринский, Алданский, Алекминский район. 28 населенных пунктов будет газифицировано в ближайшее время. Уважаемые якутяне, поздравляю вас с 1 маем. Мир, труд, май! Ура, товарищи! Ура! 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 Национальная вещательная компания «Саха» стала победителем республиканского профсоюзного конкурса «Лучший коллективный договор». На торжественном награждении генеральному директору компании Олегу Маркову и председателю первичной профсоюзной организации Евгении Давыдовой вручили ценный приз и диплом «Лучший коллективный договор». В год труда Федерации профсоюзов республики конкурс был проведен в марте-апреле этого года. Всего приняли участие больше 10 организаций и предприятий. Коллектив национальной вещательной компании «Саха» является одним из самых многочисленных и результативных среди предприятий профсоюза работников культуры республики. Важно отметить, что в прошлом году в номинации «За сильные профсоюзы», в котором оценивали использование лозунгов первомайской акции профсоюзов, демонстрацию единства профсоюзных рядов, победителем стал именно коллектив национальной вещательной компании «Саха». А в этом году НВК «Саха» держала победу в республиканском профсоюзном конкурсе «Лучший коллективный договор 2023 года» среди бюджетных организаций. И у нас в студии гостят генеральный директор НВК «Саха» Олег Марков и председатель профсоюза Евгения Давыдова. Олег Олегович, здравствуйте. Евгения, с праздником вас. Ну и сразу первый вопрос. Олег Олегович, как наша компания отмечает праздник 1 мая? Добрый день, уважаемые жители республики. Конечно же, 1 мая наша республика встречает в труде. Вообще в нашем коллективе нет такого понятия выходной или праздничный день, а порой праздничные дни становятся самыми трудовыми днями. Ну, сегодня, как мы знаем, не будет, к сожалению, парада большого, поэтому наш коллектив сегодня практически в полном составе с самого утра начинает работу. Это прямые эфиры на радио, на НВК «Саха», большой 3-часовой прямой эфир, где будут все трудовые коллективы, люди труда. Ну и, конечно же, на канале «Якутия-24» тоже готовится праздничный эфир. Поэтому практически сегодня весь наш коллектив в труде. А если брать еще и наши филиалы, все наши корреспонденты в районах тоже сегодня будут освещать, что будет происходить у них в районе.
У меня вопрос к Евгении. Евгения, скажите, на что делает упор национальная вещательная компания при поддержке такого многочисленного коллектива? С добрым праздничным утром. В нашей компании, если считать по штатной единице, 528 сотрудников. Из них 318 человек состоят в профсоюзе. Если считать по процентному соотношению, это еще далеко до 100%, но я считаю, что так как наша компания многочисленная, то 318 человек в профсоюзе – это достаточно много. И на что упор делает? Это на традиции, на общественную работу и на дружелюбие в отношении друг к другу. Я так считаю. Расскажите подробнее вот об этой награде «Лучший коллективный договор». О чем это говорит? Вот простыми словами расскажите нашим зрителям. В прошлом году мы приняли участие в «Лучший коллективный договор» среди учреждений культуры. И там мы стали тоже победителями. А в этом году уже приняли в республиканском конкурсе и тоже стали победителями. Мне кажется, что победа в данных конкурсах показывает, что наше руководство, наша компания реализует коллективный договор не только на бумаге, а вот в жизни, создает условия труда, которые необходимы для сотрудников компании. Ну что ж, Олег Олегович, что вы хотите пожелать в этот день, в этот праздничный день нашим телезрителям? Конечно же, в первую очередь хочется пожелать весеннего настроения всем жителям нашей республики. Всегда смотрите телеканал «Якутия-24», будьте в курсе событий. Ну и, конечно же, в этот день хочется пожелать, чтобы большие трудовые коллективы, которые ежедневно трудятся во благо республики и люди труда, чтобы всегда ценились. Спасибо большое. Спасибо вам. Я бы хотела добавить, что во всех организациях должны быть коллективные договоры. А если нет вот таких договоров, то нужно стремиться, чтобы они у нас были. Евгений, спасибо. А мы продолжаем нашу программу. На телеканале «Якутия-24» впервые в этом году был дан старт проекту «Танцуй», где 9 пар показывали свои танцевальные возможности и таланты. Своих коллег-любимчиков выбирали наши телезрители посредством голосования. Участники разного возраста и профессий в тандеме с профессиональными педагогами представили свои танцевальные навыки, которые с каждым эфиром усовершенствовались. Очень символично, что в год труда участниками нового проекта стали именно трудящиеся.
Как мы уже вам рассказали, на проекте «Танцуй» принимало участие 9 пар представителей трудовых коллективов. Во время проекта у телезрителей появились свои любимчики. Одни из них — пара Ульяны Протопопова и Алексея Гаязетдинова. Ульяна, Алексей, с праздником вас! Во время проекта вы действительно снискали любовь и уважение зрителей. Скажите, как после этого изменилась ваша жизнь? Стали ли вас узнавать на улицах? Алексей, начнем с вас. Всем здравствуйте. Ну, узнавать... Да, был случай, да, зашел в магазин, и женщина подходит и говорит: а я вас знаю. Я говорю: да, откуда? Говорит: а вы танцевали. Я говорю: ну, спасибо. Ну да, такое было. Спасибо. Ульяна, что в вашем случае? Ну да, подходили и говорили: водоканал. Глядя на меня: водоканал, танцуй. Скажите, какие впечатления оставил проект? Ну, впечатления, конечно, только положительные, да, это здорово взбодрило, это какие-то крылья, что ли, там за спиной снова появились, как-то расправился там, да, что жизнь продолжается, все здорово, да, ну, какой-то энтузиазм какой-то пошел, энергия, прилив энергии какой-то, да. Яна? После проекта более еще глубоко у меня создался ансамбль взрослых. Вот, мы уже выступили, участие у нас было на конкурсе международном, и нас уже стали приглашать на сольные концерты эстрадных артистов. Спасибо. Ага. Скажите, как вас поддержали ваши близкие, коллеги? Ну, конечно, на них все и основывалось, конечно, их поддержка и родных, и близких, и коллег. Ну и до сих пор на работе там, если давно не виделись, что танцуешь? Я говорю: ну, оттанцевался как-то, ну, да, это... Ну, всегда как-то с юморком, по-доброму, всегда, да. Яна, как вас поддерживали близкие и коллеги? Ну, поддержка, конечно, за кадром очень сильная была. Да, это близкие, это друзья, коллеги. Я всех их бесконечно благодарна им. Ага. И вот в финале вы рассказали о своей мечте открыть школу. Вот сейчас вы говорите, у вас уже все получается. Да. Можно об этом немножко подробнее? Когда я сказала в прямом эфире, я даже не знала, и это нечаянно вышло у меня. И поэтому как-то быстро, как-то все слажено, все как-то, многие обращались ко мне, поэтому как-то все легко произошло. Я думаю, дальше у нас будут большие успехи, вы о нас услышите. Кстати, ансамбль называется танцевальный «Ай-Колар». Спасибо. Алексей, скажите, каково было возвращаться к будням, к рабочим после проекта? Ну, да нормально, что там, я не знаю. Нормально возвращался, и все, и работа она свою берет, и работай. Спасибо вам большое, ну и ваши поздравления с праздником. Ну, я хочу поздравить с 1 маем всех трудящихся, ну и в первую очередь, конечно, своих коллег и тех, которые непосредственно сегодня в этот праздник находятся на дежурстве, работают, несут свою трудовую вахту. С праздником вас! Это праздник весны, праздник труда, поэтому я желаю всем мира и добра, хорошего настроения, бодрого настроения и, конечно же, вечной весны в душе. Мы присоединяемся к этим поздравлениям, и студия, передаем слово вам. Следует отметить, что наш телеканал также в этом телевизионном сезоне объявил и новый вокальный конкурс «Вот это да». Отборочные туры прошли в нескольких городах республики. Конкурс взял свой старт в столице Южной Якутии. Там прошли прослушивания участников из Нерюнгри и Алдана. Ну а далее съемочная группа отправилась в Мирный, где были участники из Алекминска и Ленска. Среди участников как и артисты с многолетним творческим стажем, так и любители, делающие первые шаги в профессиональной сольной карьере.
Главное, что всех объединяет желание поделиться своим талантом. По результатам отборочных туров жюри определит финалистов конкурса, которые встретятся в финале в мае в городе Якутске. Будет утро голосами, кто видит мир влюбленными глазами. Для тех, кто обойти готов полсвета, любимых повторяя имена. Лето, 3 месяца осень, 3 месяца зима и вечная весна. 3 месяца лето, 3 месяца осень, 3 месяца зима и вечная весна. Пускай идут дожди сплошным потоком, пускай в узорах белых стекла ока, пускай сбивают с ног порывы ветра. Но если сердцу молодость дана, 3 месяца лета, 3 месяца осень, 3 месяца зима и вечная весна. Новые проекты канала Якутия-24 успели полюбиться зрителю. Это доказывает зрительское активное голосование и рейтинги. Об этом мы обсудим с Юлией Михайловой, редактором спецпроектов канала Якутия-24, и Михаилом Сергеевым, продюсером спецпроектов НВК «Саха». Юлия Лимовна, Михаил Павлович, с праздником вас! С праздником! Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте! Расскажите о новых проектах, как они создавались. Ну, новые проекты мы задумали по заданию руководства нашего телеканала Якутия-24, поскольку наш канал выбрал новое направление, развлекательное, и, несомненно, вот подобные проекты, они уже показывают очень хорошие показатели на якутоязычном нашем телеканале НВК «Саха», поэтому мы, не раздумывая долго, сразу запустили эти проекты. Сначала мы запустили танцевальный проект, и позже вот у нас сейчас идет конкурс вокальный. Я думаю, что наш телеканал объединил
очень многие трудовые коллективы, потому что мы всегда выбираем крупные компании, то есть крупные организации, где работает очень многое количество людей. И бывает так, что когда в компании очень много сотрудников, ты некоторых, может быть, даже и не знаешь. А вот благодаря нашим проектам, мне кажется, коллективы очень даже сплотились. Спасибо. В проектах участвовало очень много городов. Расскажите о том, как искали участников. Сказать, что мы искали участников, вот было нам очень сложно или с какими-то небывалыми трудностями мы столкнулись, конечно, в общем-то сказать так нельзя, потому что помогали нам все, это и администрации районов, помогали нам управление культуры муниципальные. И вот благодаря вот таким вот усилиям, и, кстати, мы искали еще участников сами вот по своим каналам. Благодаря всей вот этой вот силе, всей вот этой вот желанию помочь всех, многих, мы собрали большую команду. От каждого района, промышленного района, хочу сказать, это мы ездили специально для того, чтобы второй проект запустить. Вот это да, это вокальный проект, очень классный, очень крутой проект. Мы ездили специально для этого в город Нерюнгри, где записали сначала вокалистов города Алдана, а потом вокалистов города Нерюнгри. Ну и потом мы поехали в дальнее путешествие, это до города Мирного. Там точно так же мы записывали участников от города Ленска, от города Алёкминска и от Мирнинского района. Ну а затем, когда смонтировали и показывали каждое воскресенье вокалистов, конкурс вокальный от каждого района нашего промышленного. Но что мы хотели показать вот этим проектом? Мы хотели показать вообще талантливых людей, трудовых коллективов, потому что в каждом коллективе, несомненно, есть люди, которые любят петь, любят танцевать, вообще занимаются творчеством. И в первую очередь вот эти проекты были как раз нацелены на то, чтобы эти люди как-то себя проявили. И мы хотели, на самом деле, зажечь новых звезд, найти их. И пусть знают об этих людях, об их талантах на всей территории нашей республики. Вы рассказали о командах, а расскажите нам немного об организационном процессе и сколько человек в команде, которая вот занимается этими проектами. Ну, в команде на самом деле это люди в основном невидимого фронта, так скажем, да. Это огромное количество операторов, это водители, это вот продюсер наш, это, конечно же, и редакторская работа, это и монтажеры, это режиссер, конечно же. То есть команда, она, я даже не могу сказать, сколько человек заняты вот в этом проекте. На постоянной основе, человек, наверное, 30-50, наверное, вот так. Спасибо. Михаил, расскажите, как восприняли проекты зрители и скажите, как происходит оценка рейтингов? За рейтингами наша компания следит с помощью электронных технологий, новых технологий. Мы там видим, что проектами интересуются. Также мы, конечно же, узнаем это от наших телезрителей, которые пишут активно в наших социальных сетях. Это в Телеграме, на сайте. Да. А также нам очень многие пишут, почему-то они узнали наши контакты. Очень многие пишут нам лично, звонят, делятся своими впечатлениями от проекта, нам передают пожелания, какие-то замечания от телезрителей, непосредственно сами участники, которые предложения еще нам скидывают. Поэтому, и, конечно, вот до нас выступали участники нашего проекта «Танцуй» Ульяна Протопопова и Алексей Гайзединов. Они сами тоже сказали, да. Их уже узнают на улице и отсылаются уже на наш проект. То есть всегда, когда смотрят, им говорят либо «танцуй», либо «вот это да». И поделись. Да, пожалуйста. Вот по поводу, знаете, узнаваемости людей и вообще, какие отзывы вызвали вот эти проекты, особенно вокальный проект, последний наш проект. Кстати, осталось совсем немного. 7 мая, хочу проанонсировать, у нас будут выступать в прямом эфире, конкурсировать наши вокалисты из города Якутска. И 21 мая у нас состоится уже финал, где соберутся по 2 победителя от каждого района. И мы выявим 2 победителей нашего проекта. И хочу сказать, что в городе Нерюнгри, в городе Мирном, вот буквально вчера звонили ребята из города Мирного, они просто все воодушевлены очень этим проектом, они очень взволнованы, вызвал какой-то, очень хороший такой отклик вот этот проект, потому что он действительно объединил очень многих людей,
из разных профессий. Ведь поют не только сотрудники, допустим, домов культуры, там, учреждения культуры, да, но и вообще те люди, которые любят вот, художественную самодеятельность, которые любят вокал. Спасибо. Ну и поделитесь планами на грядущий сезон. Ну, с планами мы планируем работать, поскольку эти проекты показали очень хорошо себя, но мы очень надеемся, что мы продолжим наши эти проекты «Танцуй», вот это да, поскольку талантливых людей у нас в республике очень много, и ну, после «Танцуй» мы получили очень много откликов от других трудовых коллективов, которые хотят тоже принять участие и представить своего представителя компании в нашем проекте, поэтому мы думаем, что все еще впереди, да, Юля? Да, надеюсь, что наши проекты будут только набирать обороты на следующий год, я думаю, потому что многие действительно обращаются, говорят, а почему из нашего коллектива трудового вы не позвали, почему вы нас забыли? Вот уже вот такие, скажем, ну, упреки, скажем так, да, вот в наш адрес. То есть мы хотим, и мы открыты для всех, абсолютно для всех организаций, трудовых коллективов. Пожалуйста, принимайте участие вот в наших интересных проектах, потому что это здорово, потому что человек жив не только, ну, скажем так, хлебом единым, да, человеку нужно вот выход какой-то для творчества, для того, чтобы человек себя как-то реализовал еще в какой-то другой деятельности. И вот я хочу дополнить, что на нашем канале есть развлекательные проекты. Это не только «Танцуй» и вот это да. У нас есть еще и мы вам покажем с грозным названием, да, но мы там рассказываем и показываем очень много талантливых людей, а также кулинарная программа, да, то есть это те проекты, которые раскрывают именно таланты, может быть, даже скрытые таланты всех жителей нашей республики. И поэтому мы приглашаем трудовые коллективы представлять себя даже через эти проекты. И в завершение ваши поздравления нашим зрителям. Поздравляю всех с 1 мая. Мы очень долго ждали эту весну. Казалось, что зима никогда не закончится, но сегодня вот такой прекрасный, замечательный солнечный день. И как бы этот день навеивает на новые мысли, новые цели и, конечно, дарит надежду, что мы достигнем многого. Дорогие друзья, всем весеннего настроения. Пусть в душе у вас будет только весна, всегда весна. Ну что, трудимся, работаем и радуемся солнцу. Скоро лето. И с этими словами, студия, мы передаем слово вам. В год труда в Книгу почета лучших трудовых династий Якутии внесены 10 семей, внесшие значительный вклад в социальное и экономическое развитие родной республики. Это представители отраслей образования, энергетики, угольной промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения и оленеводства. Напомним, в 2012 году в целях повышения престижа рабочих профессий была учреждена Книга почета лучших трудовых династий республики. Всего за этот период в книгу внесены 65 трудовых династий. В 2023 году уже 34 педагога. И общий стаж перевалился за 800 лет. В нашей династии эта профессия педагога остается самой востребованной. Я считаю, что профессия педагога – это самая, ну, скажем, счастливая профессия. Безусловно, трудовое и патриотическое воспитание начинается со школьной скамьи, и важное место в этом деле занимают именно педагоги. Так, трудовая история педагогической династии Афанасьевых является неотъемлемой частью славной летописи системы образования республики. Отметим, что общий трудовой стаж династии Афанасьевых составляет более 400 лет. Подробнее в следующем материале. С чего мы начнем? Что вот история, наверное, нашей династии началась давно, еще в XIX веке. В 1888 году предок семьи Надежды Бачаевой Василий Петрович Попов на свои средства открыл первую дюбсюнскую школу. С тех пор можно считать, что началась история педагогической династии. Спустя более 140 лет семья Надежды продолжает достойно нести звание учителя и зажигать интерес молодого поколения к профессии педагога. В одной семье работали в этой школе. Я наблюдал за педагогической деятельностью своей тети Нади.
Поэтому и был учеником у нее тоже, во многом она репетировала со мной, поэтому некоторыми приемчиками, которыми владеет она, я тоже пользовался и пользуюсь на своих занятиях, поэтому она была для меня примером, но и остается. Двоюродная сестра Надежды, Любовь Тимофеевна, работает педагогом 37 лет и благодаря своему труду получила награду почетного работника общего образования Российской Федерации. Она утверждает, что не может представить себя в другой профессии. Сначала я выбирала, когда училась в школе. Иногда хотела стать следователем, что ли. Иногда, медиком я не хотела. В старших классах. Даже не представляю, кем я могу работать. Сама Надежда Викторовна уже более 25 лет работает в школе номер 10 учителем математики и является ветераном педобразования. Она, как и все учителя, отмечает, что работа с детьми вдохновляет на новые проекты и открытия. Плюсов очень много. Я уже сказала, что это работать с детьми – это счастье. Это энергия молодая, это задор, это постоянно мы учимся новому. Учитель не может не учиться, мы постоянно учимся. Не только про курсы я говорю, повышение квалификации. Если мы не будем учиться, мы будем неинтересны детям. Нам пришлось срочно осваивать новые технологии. Много чему мы научились, и дальше мы учимся уже от детей, потому что они более продвинуты в этом плане. Почти каждый член семьи, который пошел по педагогическому направлению, вошел в историю республики как преданный работник образования. И по словам Надежды Викторовны, в их генетике заложено учить и вести за собой молодое поколение. Галина Чекурова, Павел Пахомов, Виктор Дичковский, Якутск. Государственное бюджетное учреждение республики Якутская республиканская клиническая больница. Медицинская организация третьего уровня оказывает специализированную, в том числе высокотехнологичную медицинскую помощь населению Якутии на 560 коек. В составе больницы работают отделения соматического профиля, терапия, кардиология, ревматология, пульмонология, гастроэнтерология, эндокринология, инфекционное отделение. Также в составе больницы работает и перинатальный центр, который является высокоспециализированным структурным подразделением больницы, оказывающим медицинскую помощь акушерско-гинекологического и неонатального профиля. В составе больницы есть подразделения, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь без прикрепленного населения. Диагностические и вспомогательные подразделения представлены лабораториями, требя рентген-кабинетами и множеством узконаправленных специалистов. На сегодняшний день в больнице трудятся более 1400 сотрудников. Далее мы передаем слово нашему коллеге. Ежегодную премию главы Республики «Человек труда» получил главный медбрат Якутской городской клинической больницы Алквиат Иванов. Высокие показатели и лучшие результаты – это главные кредо трудовой деятельности нашего героя, рассказывает Валерия Наумова. Иванов Алквиат Иванович – организатор с большим опытом работы, прошедший все этапы становления высококвалифицированного специалиста, начав свою трудовую деятельность с рабочего совхоза до главного медицинского брата. Свой рабочий день Алквиат Иванович начинает с обхода отделений Якутской городской клинической больницы. В его подчинении находится 845 человек. Это средний и младший медицинский персонал. Он почти всех сотрудников больницы, всех медсестер, акушерок, он знает по фамилии, имени, отчеству, у кого какой юбилей, у кого какая категория, кому когда защищаться. Вот в этом я всегда ему даже немножечко завидую, думаю, надо же, какая у него память. Всех очень помнит, за всех заступится, всем поможет. Алквиат Иванович человек у нас такой, субботу-воскресенье, рано утром, он уже на работе. О том, что Алквиат Иванович ответственный и добросовестный работник, говорят не только его коллеги, но и его заслуги. Но началось все в детстве, а именно с мечты посвятить себя медицине. Родившись в большой семье в селе Тельги Мегино-Кангаласского района, маленький Алквиат точно для себя решил, что пойдет работать в медицину. У нас же большая семья была в деревне. У нас 9 детей, родители, мама доярка, отец тракторист. И все дружно жили. Сейчас тоже братья и сестры все живут в деревне.
Поэтому мечта. Поступив со второго раза в медицинский институт, Алквиаду Ивановичу пришлось отложить свою мечту по семейным обстоятельствам. Спустя время окончил медучилище, а в дальнейшем и Якутский государственный университет по специальности сестринское дело. Но как профессионал не перестает учиться и по сей день. Не представляет Алквиад Иванович свою жизнь без работы, но про профессиональное выгорание даже не задумывается, потому что вывел для себя формулу. Ну, я так думаю, надо любить, где вы работаете, любить свою работу и любить свой коллектив. Тогда коллектив вас уважает, всегда помогает, и я помогаю, когда не отказываю. Вот так надо любить свою профессию. Алквиад Иванович – медицинский брат по призванию и ни минуты не сидит на месте. В состав Якутской клинической больницы входят 9 корпусов, и везде нужно успеть. На момент съемки Алквиад Иванович успел нашагать более 9500 шагов. И это не предел. В среднем в день у него выходит около 50 тысяч. Помимо основной работы, большое внимание уделяет вопросам наставничества, воспитания молодого поколения, студентам мединститута СВФУ и медколледжа, которые проходят практику. Но он может и сочетать в себе какие-то другие функции, он или находит, или его привлекают в силу его трудоспособности. Он очень активен в общественной жизни, он очень активен в какой-то работе вообще ведомства, Минздрава и так далее. Алквиада Иванович отмечает как разностороннего человека, который умело совмещает в себе отличительные качества. Он очень хороший цветовод. Да, у него вот прикрепленные около конторы, да, всегда цветет, и до октября прямо у него цветы всегда цветут. Мы всегда восхищаемся, берем у него пример. Показывая примеры, полностью отдаваясь своей работе на протяжении 31 года, Алквиад Иванович не чувствует усталости. Выдержка, самоконтроль и стремление развиваться – его главные друзья. А поддержка и любовь коллектива заряжают на дальнейшую работу. Валерия Наумова, Семен Семенов, Якутск. Прямо сейчас рядом со мной находится большой коллектив Якутской городской клинической больницы. С праздником 1 мая вас! Ну и прежде всего, Николай Николаевич, расскажите, с каким настроением вы встречаете сегодняшний праздник? Спасибо. Уважаемые зрители республики и города Якутска, Якутская республиканская клиническая больница в этом году юбилейный год. Нам исполняется 180 лет Якутской республиканской клинической больницы. Каким успехом мы подошли к этому юбилею? Мы подошли, наш перинатальный центр Российской Федерации, среди перинатальных центров Российской Федерации занял 4-е место. Еще мы открыли банк грудного молока для перинатального центра впервые в дальневосточном регионе. А также наш врач-анестезиолог заняла 3-е место среди врачей-неонатологов и реаниматологов. И она стала лучшим наставником по республике Саха-Якутия. Еще успехи наши по оснащению медоборудованием. В этом году мы купили компьютерный томограф 160 срезный, очень хороший. Весом больной человек может до 200 килограммов может обследоваться. Раньше такой компьютерной томографии у нас не было, поэтому у нас проблемы сняты. И обследование, и качество оказания медицинской помощи каждым годом у нас улучшается. А также у нас сегодня, я хотел бы сказать, в нашем коллективе наш главный медбрат стал в номинации «Человек труда». И поэтому это работа всего коллектива, среднемедицинского персонала. Поэтому я хочу поблагодарить всех членов коллектива такой победой. Ну и говоря о коллективе, вы являетесь передовиком в системе здравоохранения. Скажите, сколько человек работает сегодня в больнице? Сегодня в больнице работает 1400 человек. Из них средний медперсонала где-то 70%, остальные у нас врачи и технические работники. У нас коллектив очень дружный. Мы по программе юбилейных мероприятий начинаем работать. У нас очень много намечено мероприятий. У нас год труда, который объявлен нашим Ильдарханом Сергеевичем. Поэтому мы среди коллектива тоже такие номинации года труда делаем. Поэтому активно идет участие. Спасибо большое. Ну и продолжая разговор о
коллективе. Расскажите там немного о профсоюзной жизни больницы. Дорогие товарищи, поздравляю вас сегодня с Днем 1 мая, День солидарности трудящихся. Сегодня традиционный день профсоюзов считается. И наша первичная профсоюзная организация больницы также насчитывает многолетнюю работу, многолетний труд. Наша больница и первичная профсоюзная – это единое целое. Это такой стабильный коллектив, фундаментом которого является, конечно же, социальное партнерство между работником и работодателем, а также между работниками, работодателем и государством. Да, сегодня мы были готовы выйти строем, заявить о своих продолжающихся правах на заработную плату, на безопасность рабочих мест. Но вот сегодня в таком формате мы также присоединяемся к этому движению профсоюзному. И вот, как сказал наш главный врач Николай Николаевич, все мероприятия, которые проводятся в этом году, они будут посвящены Году труда и году 180-летия нашей больницы. А это что? Ну, это, конечно же, трудовые соревнования, это соревнования спортивные, это соревнования творческие, планов много. И в завершении всего этого у нас будет юбилейное собрание, юбилейное чествование ветеранов. Все это пройдет в ноябре 2023 года. В течение года мы все стараемся поддержать нашу больницу, все стараемся поучаствовать. А сегодня мы поздравляем всех с праздником, праздник весны, труда и мира. Спасибо большое. Ну и поздравления от вашего коллектива, Татьяна Анатольевна, для наших зрителей, гостей и жителей республики. Дорогие коллеги, уважаемые горожане, жители республики, поздравляю вас всех с праздником весны и труда, с праздником 1 мая. Спасибо большое. Студия, мы передаем слово вам. Ну а мы продолжаем наш праздничный эфир. Празднование 1 мая посвящено работникам трудовой деятельности. Именно поэтому сегодня мы говорим о представителях различных профессий. Наши коллеги из Алекминского района расскажут о фельдшере, которая отдала своей профессии не один десяток лет. Более 40 лет трудится в селе Кятчи фельдшер Татьяна Петровна Афанасьева. За это время стала она в селе своей. Жители от мала до велика зовут ее тепло и душевно Петровна. Да, у нас так повелось. Дети, когда они еще с детства, они не выговаривают так длинно Татьяна Петровна. И по-простому, и родители, и она сама. Она любит, чтобы ее так называли, Петровна. 28 апреля в столице республики ее труд отмечен премией главы республики «Человек труда». Дома ее с нетерпением ожидали односельчане. В клубе в ее честь организована торжественная встреча. У нас вся деревня ликовала вчера, например, как узнали, что нашу Петровну наградили. Да, действительно, она человек с большой буквы. Очень рада, я ей желаю здоровья, чтобы она дольше работала, не болела. Сколько добрых и искренних слов прозвучало от руководства Алекминского района, от односельчан, от коллег. От имени Алекминской ЦРБ я от себя лично поздравляю с получением премии «Человек труда». Татьяна Петровна посвятила свою жизнь медицине. Она является примером для всех нас. У Татьяны Петровны принципы незыблемы. Мы так были воспитаны в свое время коммунистами, можно сказать, что долг, честь, ответственность в первую очередь. Если ты уже взялся за дело, ты должен его довести до конца. А поэтому в селе уверены, что Петровна всегда придет на помощь. И теперь мы почти 42 года, мы не знаем, как это без фельдшера жить. И мы очень благодарны ей. И особенно последние ковидные годы. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. 1 мая жители Чурапчинского улуса встречают как настоящий праздник труда. В этом году более 300 мужчин вышли на вырубку леса в новом микрорайоне села Чурапча, где будут распределены земельные участки многодетным семьям на слего.
Праздник труда начался с торжественного митинга, посвященного открытию нового микрорайона Кенчари. Субботники принимают участие, и прекрасная половина населения. Они угощают трудящихся вкусным обедом, приготовленным на костре. Жители нашего Черовчинского наследия с каждым майским праздником, весенним праздником проводят субботники. Субботники проводятся как бы традиция. Это из советских времен. С случаем этого праздника всех поздравляю весенним праздником. Мир, труд, май. Далее еще одна музыкальная пауза. Слушаем песню «Гляжу в озера синие» в исполнении Анны Митякиной. Гляжу в озера синие, в полях ромашки рву. Зову тебя Россию, единственной зову. Спроси, переспроси меня, милее нет земли. Меня здесь русским именем когда-то нарекли. Гляжу в озера синие, поля ромашки рву. Зову тебя Россию, единственной зову. Не знаю счастья большего, чем жить одной судьбой. Грустить с тобой, земля моя, и праздновать с тобой. Красу твою не старили ни годы, ни беда. Иванами да Марьями гордилась ты всегда. Не все вернулись соколы, кто жив, а кто убит, но слава их высокая тебе принадлежит. Красу твою не старили ни годы, ни беда. Иванами да Марьями гордилась ты всегда. Не знаю счастья большего, чем жить одной судьбой. Грустить с тобой, земля моя, и праздновать с тобой. Не знаю счастья большего, чем жить одной судьбой. Грустить с тобой, земля моя, и праздновать с тобой. Акционерное общество «Якутдорстрой» – предприятие, которое уже на протяжении 20 лет занимается благоустройством нашего города. В число основных задач входит текущее содержание улиц и площадей города, обслуживание городских дорог, их ремонт и строительство, а также откачка талых и ливневых вод в заниженных местах. Сейчас на предприятии трудится более 380 человек. Есть и свои семейные династии, традиции.
В среднем трудовой стаж работника на предприятии составляет около 10 лет, что является показателем стабильности и заботы компании о благополучии своих сотрудников, сплоченности коллектива. Передаем слово нашему коллеге. Здравствуйте, коллеги! Мы продолжаем наш праздничный эфир. Сейчас рядом со мной находится руководство и представители Якутдорстроя. Александр Александрович, здравствуйте. Скажите, давайте расскажем нашему зрителю, чем сегодня дышит ваше предприятие и какие проекты реализуются в вашем предприятии. Здравствуйте. Наше предприятие Якутдорстрой находится в муниципальной собственности города Якутска. Мы работаем на территории города Якутска. И сейчас весь наш коллектив находится на трудовом фронте борьбы с нашими рекордными погодными явлениями по выводу снега, по уборке дорог, по откачке талых вод. Наши работники круглосуточно работают по пропарке нашей системы водоотведения города Якутска. И мы готовимся к паводку. И потом летом выйдем уже на ремонтные работы, на строительство дорог, поскольку мы являемся крупнейшим как дорожным предприятием города Якутска, так и жилищно-коммунальным. Елизавета Семеновна, расскажите, какая работа ведется по благоустройству? Ну, в основном, конечно, мы занимаемся это уборкой города. Сейчас плавно из уборки снега мы перешли на уборку прибордюрной части, а также к подготовке к 9 мая. У нас идут ремонтные работы на площади Победы и Солдат Тоймады. Ну и все праздники мы работаем, готовимся к празднику, чтобы город наш встретил хорошо. Станислав Павлович, ваша работа сопряжена с немалой опасностью. Скажите, как обстоят дела с обеспечением этой самой безопасности? Ну, каждый день проводятся работы с утра, инструктажи. Люди полностью одеты на дорогах, знаки все расставляются. Так, работы по БДД, безопасность дорожного движения, ведутся 24/7. Все работы идут слаженно. Елизавета Семеновна, расскажите, какие акции и мероприятия проводятся у вас на предприятии? Ну, на данный момент мы, конечно, все акции, наши мероприятия, посвященные ко всем праздникам, ко всем событиям, проводим на рабочем месте. Как сказал Станислав, 24/7. На данный момент у нас конкретно идет подготовка к 9 мая. Вот, и такого понятия типа выходных у нас нет, потому что круглосуточно все друг друга сменяем, мы работаем посменно 24 часа. Спасибо. Ну и ваши поздравления с этим праздником. От имени нашего большого трудового коллектива, у нас работает более 380 человек, мы хотим поздравить жителей республики, всех трудящихся, всех тех, кто находится на трудовом и боевом посту сегодня, с праздником 1 мая, с Днем весны, труда. Пускай у нас город наш и республика будут чистыми, уютными для проживания. Пускай наше качество жизни, которое выражается в том, что люди ходят по ухоженным дорогам, пускай оно будет повышаться с каждым годом. Отдельно, пользуясь случаем, мы хотим поздравить нашего коллегу, одного из представителей опытнейшего нашего коллектива, это Сергея Петра Григорьевича. У него сегодня как раз день рождения, он почетный гражданин города Якутска, очень много работал в жилищно-коммунальном хозяйстве, и сегодня он на посту, сейчас занимается работой по пропарке шлюзов на Шестаковке. Вот мы равняемся на таких людей, у нас на предприятии есть трудовые династии, поэтому от имени всего нашего трудового коллектива мы хотим вас всех поздравить с 1 мая. Тургурдун бастыгы май, тургурдун үле, тургурдун үле дела. Спасибо. Студия, вам слово. Труд – это в первую очередь о человеке. Соответственно, и праздник весны и труда – это праздник про нас с вами, дорогие телезрители. Однако для некоторых людей этот праздник имеет куда большее значение. Действительно, например, в этом году Варвара Климкина отметит 80-летний юбилей. Большую часть из этих лет она прожила в поселке Лебединый, почти 50 лет. Сегодня она окружена любовью и заботой как своей семьи, так и всех людей, с кем пересекались ее пути. Все благодаря необычному характеру Варвары Алексеевны, который не дает оставаться ей в стране в любой ситуации. Подробности в следующем материале. Варвара Алексеевна приехала в Лебединый с семьей, мужем и 3 дочерьми в 1975 году. Несмотря на прошедшее время, она и сегодня помнит точную дату – 6 июня. Было движение, БАМ строился, думаем, там остановимся. А потом тут у меня до этого была же старшая сестра, жила здесь, в Лебедином.
Ну и остановились здесь, в Лебедином. И до сих пор устроились на фабрику. Поселок в те годы был, процветал. Хотя и жилья мало было благоустроено, все вот эти вот китайские фанзы. И мы даже жили там на Разрезной первое время там. Потом уже вот на фабрике начали работать, начали квартиры получать. Безудержный характер Варвары Алексеевны не позволил ей долго сидеть без дела. Приехав в поселок 6 июня, 7-го они справили день рождения мужа, и на следующий день она сразу вышла работать на золотоизвлекательную фабрику, функционировавшую тогда в Лебедином. Прошла от азов, можно сказать, с машинного отделения, сгустителя, фильтра. Самая тяжелая работа была, но работали, я моложе была, все справлялись. Потом у нас там как 2 дня отработаешь, посменная была. Фабрика работала круглосуточно, вы, наверное, в курсе, так вот, на всех фабриках. Тяжелая работа предполагала и раннюю пенсию. Варвара Алексеевна ушла на заслуженный отдых в 45 лет, но не умеющая останавливаться наша героиня продолжила работать до середины 90-х, вплоть до закрытия фабрики. То, что нам давали молоко, как для обезвреживания организма, был вредный цех с цианидами, купоросом было связано. Купорос поглощал этот цианид. В основном цианидные пары были. Надышимся, молоком отопьемся, дадут виноградный сок и дальше пошли. Муж Варвары Алексеевны – ветеран Великой Отечественной войны. Служил в кавалерийских войсках, был ранен в бою и проходил лечение в госпитале. Под ним попали они в окружение. И раз кавалерийские войска, ясное дело, он не пешком, не на танке, а на лошади. Под ним погибла лошадь, разорвалась мина, лошадь наступила на мину. Но он, как говорится, чудом это его лошадь спасла. Лошадь погибла, а у него остались ранения на голове, на спине, на ногах особенно много было. И он попал в госпиталь. В госпитале подлечили и опять в строй. Его, как молодого, активного солдата, отправили на военное училище в Тамбов. И там, когда он проходил учебу, у него открылись раны. Осколки стали выходить на ногах, на спине. Его положили в госпиталь. Это уже было где-то в 1945 году. И я у него-то спрашиваю, как победу встретил. А говорит, в госпитале. Как раз это был на лечении с этими ранениями. К сожалению, он умер спустя несколько лет после приезда в Лебединый. По рассказу нашей героини, причиной инфаркта послужили былые раны. Всех дочерей Варвара Алексеевна воспитала и вырастила сама. Всегда считала основополагающим честность и усердие. И сегодня дети с благодарностью принимают все наставления матери. Наша успеваемость, наша учеба не могла никак подвести родителей, маму особенно, так как мы понимали, что это... для нее это будет неприятно. И какую-то малую неприятность, чтобы ей сделать, мы учились хорошо. Любовь Варвары Алексеевны была столь безмерной, что хватило, чтобы окружить ею не только родных дочерей. 14 лет назад она удочерила девочку Яну, которая с тех пор стала родной для всех членов семьи. Ребеночку было уже 11 лет. И вот она уже 14 лет живет с нами. Вот эта умница, красавица. Помощница для бабушки. То есть она выросла в нашей семье, мы ее любим и заботимся о ней. Но ее любовь, вот именно к нашей маме, то есть она, наверное, переполняет всю нашу общую любовь, как детей. Вот. Поэтому ее энергия нас заряжает, и мы равняемся на нее. Яна обрела не только маму, но и большую дружную семью и пример для подражания. Людей, которые поддержат в любой ситуации и помогут справиться с трудностями. У меня, конечно, бабушке безумная благодарность за возможность мне обрести семью, обрести маму. Мама мне стала Таня моя, бабушка — это моя бабушка. Вообще такую большую семью, столько сестер, братьев, мы все породнились. И бабушку я очень люблю. Она для меня пример такой целеустремленности,
Она такой энерджайзер. По словам близких Варвары Алексеевны, ее любовь распространяется не только на родных, но и на всех окружающих. Это отражается во всем – в ее жизнелюбии и энергии, в работе и жизни. Помимо работы, она также занималась подсобным хозяйством, в том числе разведением животных. Занималась, ребятишки помогали, корова была, поросят держали, даже свиноматки были, что и кролики, и куры. Всегда хвалили молоко, всегда. Я его не успевала, даже, как говорится, заквасить. На расхват приходили все. Даже солдаты приезжали за молоком. Очень вкусное было молоко. Ну и ладно. И нам хватало, и детям хватало, и люди пользовались. Сегодня Варвара Алексеевна уже не ведет хозяйство, но ее неутомимая натура продолжает гнать ее вперед. Несмотря на уговоры родных, сейчас она подрабатывает дворником. Вот сейчас ей будет скоро 80 лет. В августе мы ее до сих пор, то есть, не можем отстранить от работы. Она просто каждое утро ей нужно что-то делать. Работа, движение – это ее жизнь. Мы, конечно, хотим ее немножечко от этого оградить, у нас не получается. Активной Варвара Алексеевна была с самого детства. В ранние годы ей приходилось преодолевать большие расстояния на лыжах. Любовь к этому виду спорта сохранилась и сегодня. И помимо здоровья и счастья родных, она мечтает об открытии лыжной базы в поселке. У нас такая красивая гора Якутка. Такие условия для лыжного спорта. Что-то я слышала в газетах пишут, вот будут ее облагораживать, и для того, чтобы она была этим спортивным комплексом. Хотелось бы. Любовь, которую Варвара Алексеевна дарит всем окружающим, не остается без следа. И сегодня уже она сама окружена любовью и заботой всех своих родных и близких. По сей день вся семья продолжает отмечать все праздники вместе. Вот. Ну, постоянно стараемся каждые выходные к ней как приезжать, ну, по возможности. И она к нам, кстати, очень тоже любит ездить в гости. Всегда она в Алдан приезжает, что-то, какие-то у нее там дела нужно, мы вот там и по городу ее повозить, и все. Она у нас очень как добрая бабушка, вот скажу честно, даже очень щедрая. Она вот, чтобы подарить какие-то подарки, она всегда всем дарит одинаково, ровно, то есть вне зависимости от возраста. В дочка это или правнук, у нее всегда все, как сказать, на одном этом равны, ну как все у нее равны одинаково. Варвара Алексеевна остается центральной фигурой каждого праздника. Энергичная, веселая и добрая, она неизменно остается тем самым связующим звеном и сердцем семьи. Она не только присутствует на семейных торжествах, но и продолжает принимать в них самое активное участие. Гармониста любить, надо чисто ходить, надо пудриться, румяниться и брови наводить. Ух! А зачем пудриться, румяниться и брови наводить, если я кому понравлюсь и так будет любить? Я не скажу, кого люблю, не покажу которого. Их в семье 4 брата. Люблю чернобрового. Юрий Осипов, Сергей Шипачев, поселок Лебединый, Алданский район. В рамках телевизионного проекта «Весна» на НВК наши съемочные группы посещают населенные пункты Алданского района. Так, наш корреспондент поговорил с главой муниципального образования поселок Ленинский Светланой Гордиенко о насущных проблемах населенных пунктов, находящихся в ее ведении. Здравствуйте, в эфире передача «Актуальное интервью». Наш эфир идет с поселка Ленинский Алданского района. Во главе каждого муниципалитета стоит уникальный человек. Сегодня наш разговор с одним из таких. Главой городского поселения поселок Ленинский Светланой Гордиенко. Светлана Ивановна, здравствуйте. Здравствуйте. Практически во всех населенных пунктах есть вопросы, связанные с вопросами жизнеобеспечения, будь то вопросы энергетики, ремонта дорог, ЖКХ. На ваш взгляд, какие самые злободневные для вашего муниципалитета? Ну, как принято говорить, что у нас вопросы ЖКХ, да, вопросы дороги, они никогда, наверное, не решатся до конца. Вот, но, в частности, если мы говорим, допустим, о дорогах, то содержание дорог у нас действительно сложная как бы тема. 41 километр дорог. Зимнее содержание дорог связано с объемом снега на дорогах. Летнее содержание связано с тем, что у нас
всего лишь 18% дорог имеют новое улучшенное покрытие, то есть асфальтирование. Основные дороги у нас грунтовые. Вот. И для того, чтобы приводить их в соответствие, конечно, нужны средства. И мы в прошлом году провели паспортизацию некоторых дорог, составили проектно-сметную документацию. В этом году подали в Минтранс для получения субсидий из Дорожного фонда на капитальный ремонт. Но в этом году конкретно мы планируем, хотели бы получить субсидию на капитальный ремонт именно вот этой вот улицы, улица Октябрьская, по которой мы идем. Общая стоимость работ будет составлять порядка 31 миллиона. Ну вот приближается весна, вот, то есть солнце уже греет по-другому, и понимаете, что вот столько снега, да, и он куда-то должен уйти. Понятно, что он уходит в канавы, которые имеются вдоль дорог. Но особенностью наших поселков то, что мы находимся в гористой местности, и вода из леса, с гор стекает по дорогам, в том числе поселковым. Вот. Да, имеются канавы, часто канавы не справляются, хотя мы проводим превентивные меры по подготовке к весеннему паводку. Вот. Есть проблема, например, такая, как незамерзающие источники в поселке Ленинский, которые создают нам всегда проблему в том плане, что образуется наледь. Маленький ручей Большой Куранах имеет мост, там буквально летом перешагнуть можно его, а за зиму намерзает столько льда, что мы начинаем с февраля месяца рубить этот лед для того, чтобы убрать наледь, чтобы она не была выше моста. Вот, поэтому всегда я, конечно, с опаской жду вот этот период, весенний паводок. Наступает лето, боимся, конечно, за то, чтобы не случился вдруг пожар, потому что в прошлом году, например, было сухое лето, июль, и в летний период было много случаев таких связанных, как сухие грозы, понятие такое. Да? Вот на мои глаза буквально я приехала с работы домой, и ударила молния, и вот возле телецентра, буквально там 200 метров, возник на глазах пожар. 3 дня тушили пожар. Вот. Но потом, понятно, вопросы. Вот сейчас мы находимся в Лебедином, и здесь можно, конечно, посмотреть, например, хозяйство отдельных ведомств. Да? Например, меня беспокоит всегда вот вопросы организации или ведения хозяйства Ростелеком. К сожалению, очень ветхие опоры, провисшие провода. Решить этот вопрос мы пытаемся на разных уровнях, вплоть до руководства Ростелеком, пока этот вопрос не решается. Вот. Хотелось бы, конечно, чтобы на это обратили внимание. И в летний период какие-то работы проведены были по замене опор и по натяжению проводов, потому что все вот эта линия, да, она пересекается с центральной, то есть центральная дорога и переулки, выходящие на эту дорогу. И, естественно, техника, которая чистит дороги, работает на дорогах, да, она может зацепить где-то, и, возможно, будет авария. Дальше вот, опять же, по Лебединому, если говорить, проблема такая. У нас недостроена, можно сказать, да, система коллекторной канализации. Большая часть поселка, это вот мы как раз подходим, это вот дома трехэтажный и пятиэтажный, Арктика. Вот здесь начинается коллекторная канализация и уходит под дорогой вниз. Та верхняя часть поселка, где расположены, в том числе и многоквартирные дома, и мы запланировали строительство дома по программе переселения граждан из ветхого аварийного жилья, признанного таковым после 1 января 2017 года. Но проблема возникает отсутствие коллекторной канализации. Посадить на вывозную канализацию нет возможности. Это, в принципе, протяженность этой коллекторной канализации где-то порядка 800 метров. Вот мы этот вопрос уже решаем тоже не 1 год с теплоэнергосервисом, потому что
те, допустим, промежуточные колодцы или септики, которые были ранее, они уже стали ветхими, не справляются с приемом сточных вод. Вот, и каждый раз, когда возникает вот проблема, ну, то есть теплоэнергосервис, УСРП ранее, да, они вот делят, кто должен это делать, да. У администрации, к сожалению, полномочий таких нет. Вот, у нас, как говорится, нет ни одного метра трубы для того, чтобы оказывать данную услугу. Но, тем не менее, нам пришлось, видя, что как-то вопрос этот сложно решается, мы вот буквально за 3 последних года мы установили 4 емкости объемом по 36 кубических метров для двухэтажных домов. Это вот мы посадили здесь, только в Лебедином 3 емкости поставили, 1 в Лебедином, в Ленинском. Вот, поэтому тоже это, ну, как бы большой вопрос и очень актуальный для нас, потому что застройщик не готов тянуть коллекторную канализацию к дому. То есть на это деньги не выделяются, и поэтому, конечно, без помощи Министерства ЖКХ и энергетики нам эти вопросы никак не решить. Письма соответствующие мы написали руководству министерства, дирекцию, то есть руководству теплоэнергосервиса, но ожидаем каких-то решений. То есть готовы, в принципе, даже как-то там финансово вложиться в решение данной проблемы, но ее нужно решать. Вот. Сейчас вот с приближением летнего периода, ну вот снег растает, да, вот кажется его много, но он в принципе сойдет 2 недели, его не будет, вода уйдет. И уже проснулись медведи, да, у нас вот такая есть проблема. Лес еще пустой, медведи в поисках пропитания. И у нас вот поселок Лебединый, ну, страдаем мы тем, что у нас где-то порядка до 25 июня есть выход медведей даже в поселок. То есть всегда вот они выходят по периметру, мы видим перевернутые баки, они заходят к людям на грядки, в теплицах, то есть вот орудуют. Да, мы, как только там жители обращаются, мы пишем заявление в Комитет охраны природы, пишем на РОВД заявление, они направляют к нам охотников, как правило, это охотник с ХТС, приезжает Егоров, вот, делают засады, вот, но он всегда говорит, потерпите до 25 июня, пока идет гон, а то потом медведи уходят. Вот, ну, то есть это как-то тоже стало уже какой-то такой привычной нормой. Вот. Далее у нас вот, опять же, такой вопрос, но продолжается программа переселения граждан. Мы уже как бы информированы о том, что программа 1925 переселения из аварийного жилья, вот мы ее уже в принципе закончили. У нас уже дома спроектированы, законтрактованы. Вот, и в сентябре мы сдаем дом в Лебедином, а в декабре сдаем дом в Ленинском. И по программе, то есть это мы закончили, и мы уже готовы начать программу переселения домов, которые, значит, с 17 года, 1 января 2017 года до 2024 года. Но проблема в том, что вот у нас улица, да, мы можем видеть, что частные дома, ну, земельные участки оформлены, они портят внешний вид поселка. Да, хотелось бы, конечно, чтобы новое строительство шло не где-то там на окраинах, а застраивалась центральная улица. Но вот для этого, конечно, нужно решить множество вопросов, в том числе по земельным участкам. Ну и прежде всего это связано, вот опять же сказала, с коллекторной канализацией. Светлана Ивановна, от глав на местах часто можно услышать, что не хватает полномочий, что очень многое зависит от властей региональных, районных. Вот как вы решаете насущные вопросы? Проблема такая есть, при всем, что 131 законом мы наделены множеством полномочий, да, вот, если взять, например, по штату, там у меня 10 работников, специалистов, да, у каждого 7-8 полномочий, которые должны, ну, нести ответственность за исполнение их. Вот. И вместе с тем у нас, допустим, нет таких полномочий, например, мы не можем применять штрафные санкции к каким-то злостным нарушителям. Например, у нас есть проблема, граждане обращаются по поводу
того, что, ну, те же, вот, например, бродячие собаки, там, да, мы обращаемся через приют, который у нас есть, да, мы тратим государственные деньги, вот, но наказать каким-то образом вот владельцев этих собак, которые вот выпускают, да, конечно, ну, вот сами, допустим, мы не можем, да. Вот. У меня большая проблема вот по задолженности за коммунальные услуги. Мы строим жилье и вынуждены переселять людей, которые имеют задолженность по 500, по 600 тысяч. То есть, получается, пристава к этим семьям никаких мер не могут применить, потому что взять у них нечего, дохода у них нет. А люди переселяются в новые квартиры и продолжают копить долг. То есть мы работаем, конечно, с ними, мы беседуем, допустим, подписываем, когда договора найма там, или договора мены, я беру у них обязательства. Вот вчера буквально был на приеме товарищ, я говорю, ну вот молодой парень, но в принципе вот сейчас только много работы, там снег почистить с крыши где-то что-то. Ну то есть 5000 заплатить за квартиру, ну я думаю, что 5000 можно заработать мужчине. Вот, поэтому, конечно, при расширении, как говорится, ну, полномочий, да, растет ответственность. Вот, я думаю, что, возможно, если бы наделили действительно какими-то вот такими, ну, вот, как я сказала, да, то есть возможностью, что мы можем применять административное какое-то наказание, может быть, отношение было совершенно другое. На сегодня, конечно, есть люди, население, которые говорят, ну, то есть все-таки потребительский вот этот образ жизни, к сожалению, имеет место быть. Ваш муниципалитет, как и Алданский район в целом, имеет целый ряд преимуществ перед другими поселениями, в первую очередь из-за мягкого климата. То есть это более удобно и для лесопромышленности, и для сельского хозяйства. Вот какие перспективы для развития своего муниципалитета вы видите? Да, климат у нас более мягкий. Я говорила уже о том, что да, у нас много снега, который позволяет нам сохранить, допустим, те же какие-то сельскохозяйственные культуры, как ягодники, там, многолетники, да. Мы, вот, люди, которые приезжают с Запада, всегда удивляются, как вы, допустим, садите картофель в июне, и вот я сажу его числа 8-10 июня, а 27 августа я его уже выкапываю, всегда имею хороший урожай. Но вот в силу того, что у нас все-таки вот белые ночи эти, да, не позволяют как-то, ну, солнечный день длинный, поэтому, да, растения вырастают. Вот. Да, жители у нас занимаются огородничеством в основном, вот. Есть те, которые ведут подворье, держат птицу, домашний скот. Перспектива, допустим, мы в чем видим? На сегодня нет у нас градообразующих предприятий, но мы, конечно, надеемся, что при строительстве горно-обогатительного комбината, связанного с разработкой месторождения Морозкинское, то есть появятся рабочие места, с развитием или реализацией проекта по строительству горно-лыжного комплекса, который вот за Гольцом Лебединой, да, тоже появятся рабочие места. И самое главное, то есть возникнет необходимость развития инфраструктуры поселка Лебединый. Сейчас на всех уровнях говорят о том, что основная задача властей – это обеспечить качество жизни населения. А один из главных индикаторов качества жизни – это притяжение молодежи. Вот сколько ее у вас и как вы ее удерживаете, и какие условия для них создаются? Ну, надо сказать, что молодежи, конечно, у нас не так много. Все-таки преобладает население возрастное. Ну, где-то процентов 35-40 это представляет молодежь. Ну, судя, допустим, даже по численности учащихся в школе и в детском саду, то есть можно говорить о том, что молодежи все-таки не так много. Но для того, чтобы привлечь молодежь, понятно, что, ну, к сожалению, вернее, да, у нас нет рабочих мест, но ребята, которые, допустим, заканчивают получают среднеспециальное образование, да, заканчивают техникум, медучилище, они склонны к тому, что остаются здесь в родных поселках, продолжают работать на местах. Вот, на сегодня, ну, я думаю, что, конечно же, привлекает молодежь и, в общем-то, строительство жилых домов.
Вот сегодня стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья у нас гораздо ниже, допустим, чем в городе. И поэтому молодые семьи могут себе позволить и как бы в принципе уверены будут в том, что они смогут выплатить, даже если это ипотечный будет кредит, вот, выплатить эту сумму. То есть ну, на сегодня ориентировочно там трехкомнатная квартира, да, площадью 54 квадрата, стоит ну, 2100-2300. То есть это, в принципе, такая подъемная цена. Вот. Для того, чтобы как-то молодежь у нас развивалась, то есть мы с помощью администрации района в 2017 году начали восстанавливать и восстановили Дом здоровья. На втором этаже Дома здоровья, значит, открылся тренажерный зал. Здесь же у нас занимаются и лыжники. Лыжники у нас могут заниматься, брать на прокат лыжи и заниматься, в принципе, с мая по сентябрь. В проекте по указу главы Республики Саха-Якутия появился проект строительства нового клуба в поселке Лебединый. Думаю, с 2024 года начнутся уже проектно-сметные, значит, работы. В поселке Ленинский клуб, то есть культурно-спортивный комплекс построен. Есть все условия для того, чтобы молодежь могла заниматься как какими-то творческими, значит, мероприятиями, делами, так и спортом. Вот. Поэтому я думаю, что перспективы у поселков есть. Вот. И мы, конечно, будем рады тому, что люди будут возвращаться амбициозные, активные. Вот. И жизнь будет от этого наша лучше. Быть главой муниципалитета, тем более женщине, и быть на связи 24/7 наверняка очень непросто. Остается ли время для семьи, для увлечений, и кто вас поддерживает? Ну да, быть главой женщине непросто. Я для себя сделала вывод, что нужно иметь очень жесткий характер. Но, как говорится, трудности закаляют. Я когда в 2015 году была избрана, то, надо сказать, немало, как говорится, пролила слез в подушку. Поспешно принять там, возможно, решение. Вот. Но на сегодня я хочу сказать, что, конечно, многое уже стало понятно. Вот, что уже появились связи какие-то. То есть, ну, в общем-то, мы стараемся эффективно решать поставленные задачи. Помогает мне в этом, ну, прежде всего, супруг, мама, которая помогает мне. Без них, конечно, я бы не справилась, но дети мои, конечно, поддерживают, хотя они, конечно, уже выросли, живут в других городах России. Сын живет в Нерюнгри, дочь в Краснодаре. Но, тем не менее, их поддержку я всегда ощущаю. Ну и то, что, допустим, на работе сложилась такой тандем, команда, которая работоспособная. Я с 1975 года вот здесь в Лебедином проживаю уже 48 лет. То есть все мы друг друга знаем, много друзей, знакомых, коллег по школе, то есть которые поддерживают, понимают. И все это вместе, конечно, помогает работать, решать. А хобби у меня много. Люблю петь, танцевать, читать. Люблю заниматься какими-то прикладными. То есть шью, вяжу, консервирую, огороды, теплицы. Ну, все как у женщин, поэтому... Видя, как вы работаете, невозможно не восхититься. Скажите, где вы берете столько вдохновения для работы? Ну, наверное, так воспитаны люди моего поколения. Мы же прошли школу пионерии, комсомола. Тот, кто активным был все, как говорится, свои годы, то есть вот эта активность помогает в том, что, ну, поверить в свои силы, сможешь, получится. Поэтому так получается. Вы сказали, вы уже с 2015 года работаете главой. Скажите, вот, глядя на этот пройденный путь, каким бы вы хотели видеть ваш муниципалитет в будущем? И что вы говорите населению, когда с ним встречаетесь? Ну, конечно, мы бы хотели видеть свои поселки уютными, комфортными для проживания, безопасными для проживания. Люди обращаются к главе на прямую линию
запросто по звонку пишут, снимают что-то, да, встречаясь мы на праздниках, будь то или где-то, мы, конечно, общаемся, люди жалуются там на что-то, да, пытаемся, ну, часто, допустим, люди звонят, чтобы получить консультацию какую-то, там, по вопросам переселения, по оформлению земельных участков. В силу того, что у нас администрация находится, ну, здесь филиал есть в Лебедином, сидит один специалист, вот, а вообще сама контора находится в поселке Ленинский. И, допустим, людям неудобно приезжать, ну, то есть тратить день нужно, чтобы приехать в Ленинский, чтобы решить вопросы. Поэтому часто бывает так, приходят на дом, дома помогаем, консультируем, то есть передать документы или что-то. Ну, вот так живем попросту одной большой семьей. Светлана Ивановна, спасибо, что согласились поговорить с нами и поделились вопросами, которые беспокоят вас лично и ваше население. Спасибо вам за вопросы, за то, что приехали. Вот, я думаю, что, конечно, эти встреча будет не последней. Мы еще много можем рассказать, показать, поэтому рады будем вам всегда. Спасибо. Спасибо. Это была передача «Актуальное интервью». Увидимся в эфире. Мы продолжаем наш праздничный первомайский эфир. Несмотря на то, что в Якутске в этом году шествие трудовых коллективов отменили, многие отмечают Первомай. Наша съемочная группа вышла на улицы города и поинтересовалась у горожан, что для них означает 1 мая и как они его отмечают. Предлагаем посмотреть и послушать. Мы вот сейчас вышли сюда, потому что у нас дальше продолжение идет. Сейчас подтянутся наши молодежь, которые будут проводить акцию, раздавать флажки, шарики, цветы для тех, чтобы вот люди прохожие будут идти, для того, чтобы чувствовалось праздничное настроение. Будем проводить субботник. Хотим, чтобы наши дети жили в чистом городе. Для нас это праздник весны, труда, радости. Хотим, чтобы у нас город процветал. Хотим, чтобы у нас всегда было чисто. Сегодня нет парада, но несмотря на это, нам не помешало прийти и собраться, отметить праздник 1 мая. Мы здесь собрались, чтобы отпраздновать. Поздравляю всех с 1 мая. Мир, труд, май. С Днем трудящихся. С праздником! Ура! Ура! С праздником! Хотела бы, чтобы 1 мая всегда отмечали красиво, чтобы все отдохнули, люди, которые работают, все отдыхали в этот день. Потому что 1 мая это как бы праздник всех трудящихся. 1 мая это всегда большой праздник, это парад, это шарики, это демонстрация, это радость. Очень непривычно, что в этом году парада нету, и я иду на работу. Это праздник для всего пролетариата нашего вот в городе. Для семьи, для времени с семьей, для того, чтобы провести. Можно идти в ресторан какой-нибудь, здесь как раз таки много ресторанов всяких. Мир, труд, май, праздник моего детства, когда я выходила на парады с шариками, и было очень холодно. Всех поздравляю! И еще о труженике, удостоенном премии «Человек труда». Например, Юрий Коковин, фотокорреспондент газеты «Индустрия Севера», отличник культуры Якутии, отличник печати, получил свою заслуженную награду. Юрий Коковин – выдающийся и талантливый фотохудожник, известный фотокорреспондент, победитель престижных фотоконкурсов, яркий общественник, автор книг о природе Южной Якутии, путешественник, рыбак и охотник. Юрий Николаевич Коковин родился 23 мая 1956 года, родом из Свердловской области. В 1981 году приехал в Якутию на строительство БАМа и города Нерюнгри. В августе 1995 года был принят в редакцию городской газеты «Индустрия Севера» на должность фотокорреспондента. Юрий Николаевич Коковин – наш ветеран, наш учитель и наставник. Работать рядом с таким мастером – огромная честь. Мы все многому у него учимся. Юрий Коковин – член Союза журналистов России, отличник культуры Республики Саха-Якутия, отличник печати, награжден знаком отличия Республики Саха-Якутия «Гражданская доблесть». Его фотографии являются неизменным атрибутом домашних, офисных интерьеров, учреждений и организаций Нерюнгринского района. Юрий Николаевич Коковин – это по-настоящему бренд нашего района, которого знают абсолютно все без исключения, и взрослые, и дети. Ведь своим многолетним трудом Юрий Николаевич
писал золотыми буквами в летопись нашего района свое имя и фамилию. По-настоящему большой-большой художник, который видит природу по-особому. Так ее не видит никто. Не только в Якутии, но и во всей России. В этом я твердо убежден и горжусь, что знаком с этим человеком и что он является моим другом. Юрий Коковин – неоднократный лауреат различных творческих конкурсов, таких как «Окно в природу», «Дикая природа России», «Самая красивая страна». Он – неоднократный участник Всероссийской фотовыставки в городе Москва «Первозданная Россия». Также он является внештатным автором различных периодических изданий и фотоальбомов, прославляющих природу родного края, его людей, культуру и образ жизни. Его фотографии по праву считаются визитной карточкой Южной Якутии. Юрий Николаевич является поистине культурным достоянием не только Нерюнгринского района, но и республики Саха-Якутия. Именно глазами Юрия Николаевича многие за пределами нашей республики знают о красотах нашей удивительной природы, о самобытности и колоритности образов Нерюнгринского района. Как один из самых опытных фотографов, сегодня Юрий Николаевич передает свой опыт молодому поколению. В июне 2022 года в редакции газеты «Индустрия Севера» был открыт музей журналистики Южной Якутии. Второй год Юрий Коковин проводит экскурсии для посетителей, большую часть которых составляют школьники Нерюнгринского района. О своей профессии Юрий Николаевич отзывается так: «Многие играют на разных инструментах, а я играю на инструменте, который называется фотоаппарат. И самый большой подарок, который мне преподнесла профессия фотографа в жизни, это огромное уважение и искренняя благодарность нерюнгринцев». А мы остаемся в Южной Якутии. На этот раз поздравления от флагмана угольной промышленности компании «Колмар». С вами на связи город Нерюнгри. Сегодня мы хотели поздравить бы всех жителей нашей большой республики с праздником весны и труда. Во всем Нерюнгринском районе 1 мая отменены массовые шествия, но в трудовых коллективах этот день отмечают достойным трудом и новыми рекордами. И как раз сейчас мы находимся на одном из объектов угледобывающей компании «Колмар», и коллектив шахты «Восточная Денисовская» готов рассказать, как они отмечают этот праздник. И сейчас я передаю микрофон диспетчеру шахты «Восточная Денисовская» Юрию Демкову. Юрий Миронович, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как проходит ваш 1 мая? Во-первых, мы хотим поздравить всех угольщиков и всех рабочих Нерюнгринского района с праздником. Он считается у нас один общий на всех. Вот. Коллектив шахты «Восточной Денисовской», он сплочен, молодой. Здесь собрались работники со всех регионов России. Поэтому здесь развивается, продвигается благодаря молодым, продвинутым технологиям. Мы от всего нашей шахты хотим поздравить всех, желать благополучия, потому что вместе с угольщиками всего Нерюнгринского района за тот год было выдано около 40 миллионов тонн угля. Вот. Всеобщего праздника, потому что этот праздник был создан еще когда в советское время. Это солидарность и все трудящие, потому что все выходили на праздник, на парады. Солидарности было всему пролетарии всех стран, соединяйтесь. Поэтому где-то в этом слове была та самая единица для дружбы между всеми рабочими, работниками. Отсюда хотим поздравить всех с праздником благополучия и мира во всем мире. И, конечно же, пожелания и поздравления от самих угольщиков. Республике Саха-Якутия хотим пожелать 1 мая всем трудовым коллективам хороших показателей в 2023 году и пожелать всем мир, труд, май! Ура! Спасибо за добрые позитивные слова. Я напомню, что это был самый промышленный город Якутии и коллектив шахты «Восточная Денисовская». Трудоустройство молодежи – важнейший вопрос нашего общества, который в этот праздничный день занимает особое место. Трудоустройством в республике занимается региональное отделение «Российские студенческие отряды». На сегодняшний день студенческие отряды Якутии работают по многим направлениям: строительство, промышленность, сельское хозяйство, дорожное строительство, сервис и туризм, экология и многое другое. По итогам прошлого года была организована работа 2512 бойцов студенческих отрядов.
Пожалуй, основной деятельностью стали аварийно-восстановительные работы после дождевого паводка в Верхоянском районе. И более того, ежегодно члены студенческих отрядов проходят дополнительное обучение рабочим специальностям по многим категориям. Эти навыки пригодятся в дальнейшем профессиональном пути. Передаем слово нашему коллеге. Только в прошлом году студенческие отряды Якутии отметили свой 55-летний юбилей. Сегодня его представители находятся рядом со мной. С праздником вас! Как студенческие отряды отмечают сегодняшний праздник? Спасибо, вас тоже с праздником. Наш лозунг «Труд крут» стал, так сказать, лозунгом всего празднования Первомайского по всей России. Так сказать, мы стали такими, подняли уровень студенческих отрядов до федерального, такого достаточно масштабного уровня. И наши студенческие отряды празднуют сегодняшний такой первомайский праздник достаточно масштабно. Мы вплотную готовимся к нашему летнему трудовому семестру и готовы, так сказать, доказывать, что труд крут. У студенческих отрядов Якутии очень большая история. Скажите, что организация представляет из себя сегодня? Студенческий отряд – это организация, которая дает возможности молодому человеку, молодежи получить опыт, получить какие-то новые знания, обрести какие-то навыки профессиональные, обрести своих друзей, такую компанию, с которой он готов двигаться по жизни. И, конечно же, получить такую достаточно первую хорошую заработную плату. И недаром ветераны студенческих отрядов говорят, что студенческий отряд – это школа жизни. И данную школу, я думаю, обязан пройти каждый студент. Ну и какие планы на следующий сезон? По прошлому году Александр Сергеевич, наш лидерхан, дал задачу 2500 студентов организовать работу. И с данной задачей мы справились. 2512 бойцов было организовано в прошлом году. На этот год мы поставили себе задачу организовать работу 2700 бойцов. И тем самым обеспечив 20% рост. Основное направление будет строительное. Наши ребята будут работать и по сельскому хозяйству, на рыбообработке. Коллеги еще расскажут. Наши вожатые выйдут в сезон, будут работать в детских лагерях. Сервисные отряды будут работать в сфере сервисного обслуживания, в гостиницах, туристических базах, зонах отдыха и так далее. И также в этом году выйдут отряды проводников. Наши специализированные отряды на базе колледжа связи и энергетики и Северо-Восточного федерального университета тоже выйдет в сезон. И, конечно же, в этом году с размахом будут организованы трудовые отряды подростков среди старшеклассников, то есть обучающихся школ от 14 лет до 17 мы будем в этом году тоже охватывать и обеспечивать каким-то рабочим местом. Далее давайте ребят тоже спросим, как идет подготовка по направлениям. Расскажите, пожалуйста, о вашем направлении. Меня зовут Акулина, я являюсь куратором педагогического направления, то есть мы занимаемся трудоустройством вожатых в летнее время. В этом году планируется трудоустроить около 200 вожатых по всей республике, по всему городу Якутску. Собираемся отработать в таких лагерях, как Радуга, Сосновый Бор, Энергетик, Бинка и многие другие. Кроме того, планируется трудоустроить ребят в дневных лагерях, также в деревенских очень много лагерей планируется охватить. И также есть очень много вожатых, активных, веселых, готовых этим летом подарить самые веселые воспоминания всем ребятам нашей Якутии. Здравствуйте, скажите, какая работа в этом сезоне предстоит по вашему направлению? Здравствуйте, меня зовут Терентий, я куратор сельскохозяйственного направления. И из нашего сельскохозяйственного направления студенты привлекаются к переработке рыбы на Камчатке либо на Сахалине, а также в этом году будут работать по сборке дикорастущего растения, как иван-чай, в чайной компании Сахачай. Спасибо. Здравствуйте, меня зовут Михаил, командир студенческого строительного отряда МАИГТ. Мое направление будет работать на слегах по благоустройству территории и на объектах ПАО «Газпром» и других промышленных предприятиях. Спасибо вам большое. И несколько слов поздравлений с сегодняшним праздником. В этот
такой солнечный весенний день, первомайский. Хотелось бы всех жителей республики поздравить с данным праздником, с праздником мая, мира и труда. И, конечно же, желаю всем хорошенько отдохнуть и настроиться, так сказать, к предстоящему ударному труду, который мы, конечно же, будем доказывать в течение лета. И призываю всех, всю незанятую молодежь, всех студентов записаться в ряды студенческих отрядов и провести это лето, так сказать, с пользой и с хорошим заработком. Спасибо вам большое. Студия, мы передаем слово вам. Спасибо, коллеги. С завершением профессиональной и трудовой деятельности мы, как правило, отправляемся на пенсию, в связи с чем возникает важный вопрос: как не заскучать на пенсии? Ну, точный ответ я дать не смогу, однако полагаю, что его знает герой нашего следующего сюжета. Из города Томот Александр Смертин. В свои немного за 60 он увлекся резьбой по дереву и создает такие работы, которые удивляют не только местных жителей. Они поразили и членов нашей съемочной группы во время командировки в Алданский район. Они заглянули в гости к умельцу. Ну, я говорю, сначала контур делаешь. Выбираешь, на какую глубину примерно, а потом начинаешь его выбирать. У опытного мастера инструмент скользит по дереву как по маслу. Но это только кажется, что все просто и легко. Умение работать с деревом пришло к мастеру-самоучке со временем. Свое давнее детское увлечение мужчина вспомнил и занялся им основательно только тогда, когда вышел на пенсию. А все началось с подарка сына. Сын старший учился в Новосибирске, привез мне инструмент вот этот вот. А это уже для барельефных инструмент. Тут уже клюкарзы, всякие топорики, то все, вот этот вот инструмент он привез. А его же использовать надо, он только для барельефной резьбы. Ну вот и пришлось переходить на барельефную резьбу. Но она мне больше нравится. Интереснее, как-то сложнее. Чем сложнее, тем интереснее. До выхода на пенсию Александр Смертин работал автоэлектриком, водителем, механиком и даже мотористом на корабле. А когда появилось много свободного времени, резьба по дереву стала главным его увлечением. Вот что бы я на пенсии делал? На диване лежал. Ну и все, больше что, книжки читал. А тут все-таки интереснее. У меня зима пролетает, я не успеваю оглянуться. Деревянные картины, панно, иконы, резная мебель украшают дом и внутри, и снаружи. По двору, где живет умелец, можно долго ходить и любоваться, что не вещь, то экспонат. Все, кто приходит в гости, восхищаются и удивляются таланту хозяина. При этом нигде специально этому ремеслу он не учился. Я самоучка, может, как-то и по-другому надо. Я как вижу, так и делаю. Сначала вырезаю контур, на какую глубину, а потом уже потихоньку начинаешь обрабатывать. Ну, допустим, на переднем плане что-то ближе, ее сначала вырезаешь, потом углубляешься дальше. Свои поделки мастер в основном изготавливает из хорошо высушенной местной сосны. Однако самым хорошим материалом считает липу, которой в наших краях не найти. Ну, все в помощь. Это панно с индейцем скоро станет очередным украшением двора. А в основном свои картины мужчина дарит друзьям и родственникам. Главный же ценитель творчества – супруга Виктория, которая и уговорила показать творчество мужа нашей съемочной группе. Сам мастер – человек скромный и, видимо, поэтому нигде свои работы не выставлял. Однако мы посчитали, что такой талант, притом не лишенный искрометного юмора, грех скрывать. И наш герой после съемок сюжета уже подумывает об участии в какой-нибудь выставке. Так что, возможно, скоро где-нибудь можно будет увидеть удивительные резные картины народного умельца из Томота. Туяра Филиппова, Семен Семенов, Алданский улус. Ассоциация молодых работников Якутской кадетской школы-интерната – одна из активных общественных организаций в системе образования. Основная цель – объединение молодых работников, выражение их интересов, содействие в повышении профессионального уровня и творческого потенциала. Коллектив является организатором многих проектов в деле воспитания детей и молодежи в Якутии. Ассоциация работает по нескольким направлениям, таким как повышение профессионального мастерства педагогов, организация мероприятий для участников образовательного процесса, благотворительность и волонтерство. Мы передаем слово нашим коллегам.
Здравствуйте. Рядом со мной находятся представители организации «Темп». Здравствуйте, поздравляю вас с праздником. Расскажите, почему такое название и что из себя представляет ваша организация? Я председатель молодых работников ТЭМП Якутской кадетской школы-интернат. ТЭМП обозначает территория единого молодежного пространства, целью которого является сплочение коллектива и пропаганда здорового образа жизни. Ассоциация ТЭМП была создана в 2021 году и является организатором разных республиканских мероприятий для педагогов и для детей. Для педагогов мы организовываем молодежный форум «Долина», молодежный форум для педагогов «Зажигай» и Open Space для студентов. А для детей расскажут мои коллеги. Здравствуйте. И вас с праздником. Расскажите о республиканских соревнованиях по национальным видам спорта «Эрхогун». Кто в них принимает участие? Впервые весной в этом году провели командные игры по национальным видам спорта под названием «Эрхогун» среди старших классов. Основной целью является возрождение и пропаганда национальных видов спорта и, конечно же, вовлечение школьников в спорту и патриотизме. Соревнования прошли по 5 этапам, выбрали самые интересные и зрелищные виды спорта, такие как бег по снегу, водопой, стрельба из лука, хомур-хапсагай и избей-кость. Соревнования прошли на высоком и организационном уровне. Самое главное, все участники и руководители остались довольными. И в следующем году тоже планируем провести такие мероприятия в еще более масштабном уровне. Здравствуйте. Расскажите о проекте «Арсенал». Что он из себя представляет и кто в нем участвует? Одним из успешно реализованных наших проектов являются военно-спортивные учебно-тренировочные сборы «Арсенал», которые проходили в прошлом году в июне месяце. Приняли участие всего около 40 детей со всех уголков нашей республики, в том числе с Чукотского автономного округа. Мы проводили для детей мастер-классы по неполной разборке и сборке автомата АК-74, снаряжение магазина, тактическая игра, а также были выезды, военно-спортивные состязания по национальным видам спорта. И, как все знают, мы в прошлом году привезли военную технику из 4 войсковых частей. Да? Дети могли первыми присоединиться, притронуться к этому. Также успешность этого проекта является то, что те ребята, которые у нас проходили сборы, они поступили и в 7 класс нашей школы, и в 9 класс нашей школы. Также я знаю, что у вас реализуется школа патриота, которая называется «Наше время». Вот расскажите о ней. Все правильно. Я бы хотел рассказать об одном нашем проекте, называется «Школа патриота. Наше время». Тоже разработала Ассоциация молодых педагогов «Темп». Мероприятия у нас проходят каждую субботу на базе военно-учебного центра Северо-Восточного федерального университета. Мероприятия у нас проходят по следующим направлениям. Это строевая подготовка, огневая подготовка, тактическая подготовка, оказание первой медицинской помощи и так далее по нашему направлению. Мероприятия проходят для детей школьного возраста. Мероприятия все интересные, увлекательные и, самое главное, познавательные. Коллектив у нас молодой, активный и, самое главное, сплоченный. У нас есть телеграм-канал Якутская кадетская школа-интернат. Подписывайтесь, вся подробная информация у нас находится здесь. И, пользуясь случаем, хотелось бы поздравить от лица Якутской кадетской школы-интерната и Ассоциации молодых педагогов ТЭМ жителей города Якутска, жителей Республики Саха-Якутия, нашей необъятной республики, с этим замечательным весенним праздником, с 1 мая. И хотелось бы пожелать труженикам крепкого здоровья, семейного благополучия и всего самого наилучшего. Спасибо вам большое. Ну и с наилучшими пожеланиями мы передаем слово студии и прощаемся с вами. Юрию большое спасибо за общение с нашими гостями. Сегодня прозвучало много теплых слов. Мы присоединяемся ко всем поздравлениям. Ну а продолжит наш эфир еще одна заключительная музыкальная пауза. Песню в стиле диско исполнит Григорий Станин.